Зигзаг истории. Между двух океанов. Евразийский континент не монолитен. Его четко делят на части природные барьеры. Западный полуостров Евразийского континента, омываемый Средиземным и Северным морями, отделен от холодной Восточной Европы невидимой, но крепкой границей, положительной изотермой января. Сухие и жаркие области Переднего Востока и Северной Африки тоже являются ландшафтной целостностью, ограниченной с юга Сахарой, а с востока пустынями Средней Азии. Особое, но вполне независимое положение занимает гористый район, тянущийся от Адриатического моря через Малую Азию до Закавказья. На стыках этих трех больших регионов постоянно возникали этнические контакты. Таковыми были в XII веке Испания, Иллирия, Великая Армения, простиравшаяся до берегов Средиземного моря, где располагалась Малая Армения, Киликия, ограниченная высокими горами и жаркими пустынями, Индия справедливо рассматривается как континент. Однако области Пенджаба и Синда уже в XII веке стали зонами контактов между индусами, арабами, афганцами и тюрками. Природные барьеры не спасли Индию от вторжения иноземцев. Субтропический, обильно увлажненный Китай отделил себя от сухой холодной Великой степи стеной, которая в XII веке лежала в развалинах, но считалась естественной границей между Китаем и Великой степью. И, наконец, внутренняя часть континента, Евразия, в узком смысле слова, простиралась от Китайской стены до Карпат, включая степную, лесостепную и лесную зоны. Здесь районами контактов были Венгерская степь на западе и Западная Маньчжурия на востоке. На юге к этому региону можно причислить Тибетское Нагорье и Семиречье, а Среднеазиатское Междуречье рассматривать как район контактов. Центральная часть великого евразийского континента только на первый взгляд кажется бесплодной и дикой страной, не приспособленной для развития самостоятельной культуры. Соседствуя на востоке с древней цивилизацией Китая, а на западе с не менее древней культурой западноевропейского полуконтинента, Великая степь ограничена с севера непроходимой тайгой, а с юга горными хребтами. Эта географическая целостность, населенная разнообразными народами с разными хозяйственными навыками, религиями, социальными учреждениями и нравами, тем не менее всеми соседями ощущалась как некий монолит, хотя содержание доминирующего начала ни этнографы, ни историки, ни социологи не могли определить. И это не случайно. Еще в первой половине XX века само существование этнографических целостностей подвергалось сомнению, так как наука еще не нашла аспекта, позволяющего их воспринимать как реалии. Но и не замечать их было нельзя. И тогда сложились такие абстракции, как Запад и Восток, бессмысленность которых показал академик Конрад, или лес и степь, или желтые и белые расы. Действительно, деление материала на два раздела всегда упрощает задачу, но далеко не всегда ведет к правильному решению. По сути дела, классификатор неосознанно применяет первобытный этнический принцип «мы» и «не мы», лишь абстрагируя его в соответствии с требованиями академической подачи. Но мы обязаны отрешиться от этого примитивного аспекта и исходить не из двоичной системы отсчета, а из реального наличия этногеографических регионов, которых на пространстве Евразии оказалось 6, и из смены суперэтносов, которых еще больше. Поэтому мы изменили ракурс и рассматриваем евразийский континент не из того или иного угла, а сверху. Это позволяет установить соразмерность этногеографических регионов. Люди, жившие на этих территориях, различались не только языками, обычаями, учреждениями, но отношением к природе и истории, к жизни и смерти, к добру и злу. Посмотрим, как. В многочисленных первоисточниках мы не найдем ответа на то, что интересует нас, ибо их авторы писали для других читателей. Однако наряду с разноречивыми и эмоционально насыщенными традициями мы имеем в поле зрения массу немых фактов, объяснение коих наша обязанность. Отчасти это затрудняет исследователя, отказавшегося от оценок, подсказываемых ему предшественниками. Но разве наука — это пересказ чужих знаний? Разве в естественных науках, где нет словесных сообщений, а только немые факты, невозможно обобщение? И разве только углубление в предмет дает познание?
а расширение диапазона ведет к поверхностности. Системный подход, давая возможность широких обобщений, отнюдь не мешает точности изучения деталей. Так, на пейзажах старинных мастеров второстепенные фигуры только кажутся цветными пятнами. Будучи увеличены путем фотографии, они представляются перед зрителем как законченные, вырисованные до мелочей. Все на них верно, но в композицию они входят лишь настолько, насколько они нужны. Этим подходом мы и собираемся воспользоваться. Описание хазарской страны. Ландшафты, как и этносы, имеют свою историю. Дельта Волги до III века не была похожа на ту, которая существует ныне. Тогда по сухой степи, среди высоких беровских бугров струились чистые воды Волги, впадавшие в Каспийское море много южнее, чем впоследствии. Волга тогда была еще мелководна, протекала не по современному руслу, а восточнее через Ахтубу и Бузан, и, возможно, впадала в Уральскую западину, соединенную с Каспием узким протоком. От этого периода остались памятники сармато-аланской культуры, то есть туранцев. Хазары тогда еще ютились в низовьях Терека. Во II-III веках атлантические циклоны сместили свой путь к северу. Дожди перестали орошать степную зону, где на время воцарилась пустыня, а стали изливаться в Волго-Окском междуречье и на широтах водосбора Камы. Особенно значительным было зимнее увлажнение, сугробы мокрого снега и, как следствие, огромные весенние половодья. Волга понесла все эти мутные воды, но русло ее в низовьях оказалось для таких потоков узким. Тогда образовалась дельта современного типа, простиравшаяся на юг почти до полуострова Бузачи, севернее Мангышлака. Опресненные мелководья стали кормить огромные косяки рыб. Берега протоков поросли густым лесом, а долины между буграми превратились в зеленые луга. Степные травы, оставшись лишь на вершинах бугров, вертикальная зональность, отступили на запад и восток, где ныне протоки Бахтемир и Кигач, а в ядре возникшего озонального ландшафта зацвел лотос, запели лягушки, стали гнездиться цапли и чайки. Страна изменила свое лицо. Тогда изменился и населявший ее этнос. Степняки-сарматы покинули берега протоков, где комары не давали покоя скоту, а влажные травы были для него непривычны и даже вредны. Зато хазары распространились по тогдашней береговой линии, ныне находящейся на 6 метров ниже уровня Каспия. Они обрели богатейшие рыбные угодья, места для охоты на водоплавающую птицу и выпасы для коней на склонах беровских бугров. Хазары принесли с собой черенки винограда и развели его на новой родине, доставшейся им без кровопролития по случайной милости природы. В очень суровые зимы виноград погибал, но пополнялся снова и снова дагестанскими сортами, ибо связь между Терской и Волжской Хазарией не прерывалась. Воинственные аланы и гуны, господствовавшие в степях Прикаспия, были не опасны для хазар. Жизнь в дельте сосредоточена около протоков, а они представляют собой лабиринт, в котором заблудится любой чужеземец. Течение в протоках быстрое, по берегам стоят густые заросли тростника, и выбраться на сушу можно не везде. Любая конница, попытавшаяся проникнуть в Хазарию, не смогла бы быстро форсировать протоки, окруженные зарослями. Тем самым конница лишалась своего главного преимущества — маневренности, тогда как местные жители, умевшие разбираться в лабиринте протоков, могли легко перехватить инициативу и наносить врагам неожиданные удары, будучи сами неуловимыми. Еще труднее было зимой. Лед на быстрых речках тонок, и редко в очень холодные зимы может выдержать коня и латника. А провалиться зимой под лед даже на мелком месте значило обмерзнуть на ветру. Если же отряд останавливается и зажигает костры, чтобы обсохнуть, то преследуемый противник за это время успевает скрыться и ударить по преследователю снова. Хазария была естественной крепостью, но, увы, окруженной врагами. Сильные у себя дома, хазары не рисковали выходить в степь, которая очень бы им пригодилась. Чем разнообразнее ландшафты территории, на которой создается хозяйственная система, тем больше перспектив для развития экономики. Дельта Волги отнюдь не однообразна, но непригодна для кочевого скотоводства, хотя последнее, как форма экстенсивного хозяйства, весьма выгодно людям, потому что нетрудоемко и природе,
ибо количество скота лимитируется количеством травы. Для природы кочевой быт безвреден. Хазары в степях не жили и, следовательно, кочевниками не были. Но и они брали от природы только избыток, которым она могла смело поделиться: рыбу, виноград и плоды из садов. Короче говоря, этносы низовья Волги в то время находились в фазе гомеостаза, равновесия с природой и друг с другом. При этой системе жизни этносы редко активно общаются между собой, потому что воевать не из-за чего, а брать в жены чужих девушек невыгодно. Привыкшие к иному быту, они будут плохими хозяйками в доме мужа. Чем крупнее цель, тем легче в нее попасть. Поэтому заключим наш сюжет, трагедию хазарского этноса, в рамку истории сопредельных стран. Конечно, эта история будет изложена суммарно, ибо для нашей темы она имеет только вспомогательное значение, но зато можно будет проследить глобальные международные связи, пронизывавшие маленькую Хазарию насквозь, и уловить ритм природных явлений биосферы, вечно изменчивой праматери всего живого. Тогда и история культуры заиграет всеми красками. Этнос отраженного света. Может показаться, что, утверждая невозможность существования активного этноса без пассионарного толчка, мы погрешили против собственного тезиса. Например, хазары стали известны византийским и персидским авторам в IV веке, а армянским в III веке. Но ни меридиональный толчок II века, от Сканзы до Палестины, ни широтный толчок IV века, от Аравии до Северного Китая, не должны были их задеть. Каким же образом объяснить особенности их этногенеза в течение тысячи лет и образование многочисленных реликтов, гребенских и нижнедонских казаков, астраханских татар и караимов Крыма? Короче говоря, хазары вели себя как полноценный этнос, прошедший все фазы развития, но за счет чего? Русский летописец правильно сопоставляет хазар со скифами, под которыми его источник, Георгий Амартол, подразумевал древнее досарматское население южной части Восточной Европы. В то время, когда степные водораздельные пространства захватывались последовательно сарматами, III век до нашей эры, гунами, IV век нашей эры, болгарами, V век, аварами, VI век, мадьярами и печенегами, хазары спокойно жили в густых прибрежных зарослях, недоступных для кочевников, с коими они всегда были врагами. Благодаря столь благоприятным природным условиям, хазары, потомки древнего европеоидного населения Западной Евразии, жили как этнос-персистент до конца VI века, когда ситуация изменилась крайне резко и неожиданно. Самая важная роль в хазарском этногенезе выпала на долю новорожденного этноса древних тюрок — тюркютов, как принято их называть, чтобы избежать терминологической путаницы, смешения этого этноса с прочими тюркоязычными племенами. Возникли тюркюты так. В 439 году небольшой отряд князя Ашина бежал из северо-западного Китая от победоносных и безжалостных табгачей. Состав этого отряда был пестрым, но преобладавшим этносом были сяньбийцы, то есть древние монголы. Поселившись на склонах Алтая и Хангая и смешавшись с аборигенами, тюркюты сделали своей узкой специальностью плавку железа и выделывание оружия. В 552 году их первый хан Тумын одержал победу над джужанями, господствовавшими в степи в IV-V веках. Так был создан великий тюркютский каганат. Младший брат Тумына, хан Истеми, был поставлен во главе войска, имевшего задачей подчинения западных степей. Истеми дошел до Дона и берегов Черного моря. Некоторые племена бежали от него, другие подчинились силе оружия, а третьи сочли за благо помочь завоевателю, дабы разделить с ним плоды победы. В числе последних оказались хазары и болгарское племя утургуров, жившие между Кубанью и Доном. Когда же в начале VII века Великий Каганат распался, то хазары и утургуры оказались в составе Западного Каганата. Те и другие искренне помогали своим новым правителям в войнах против Византии и Ирана. Однако в Западно-Тюркютском Каганате два племенных союза образовали две партии, боровшиеся за власть над бессильным ханом. Утургуры примкнули к одной, а хазары, естественно, к другой партии, а после ее поражения приняли убежавшего царевича себе в ханы. 650 год.
Через 8 лет западно-тюркютский каганат был захвачен войсками империи Тан, что пошло на пользу хазарам, принявшим сторону ранее побежденного царевича, и во вред болгарам-утургурам, лишившимся поддержки верховного хана. 658 год. Вследствие этого хазары около 670 года разгромили болгар, и те разбежались кто на Каму, кто на Дунай, кто в Венгрию, а кто даже в Италию. Одновременно хазарам пришлось отражать вторжение арабов, победоносных от Индии до Аквитании. Но на Кавказе, неожиданно для завоевателей Ирана и Испании, война шла с переменным успехом, причем хазарские вторжения в Закавказье чередовались с арабскими походами до Дербента, 662-744 годы, севернее которого арабам так и не удалось закрепиться. Откуда взялась у маленького реликтового этноса такая грандиозная пассионарность, позволившая хазарам при неравенстве сил свести в ничью войну с самым сильным и агрессивным государством VIII века? Численный перевес был на стороне арабов, потому что хазарских ханов тюркской династии не поддерживали ни аланы, ни мадьяры, ни буртасы, ни мордва, ни славяне, а уж меньше всего болгары. Особую позицию занимали горцы Дагестана, царства Сирир, Туман, Зирих-Геран, Кайтак, Табасаран, Лакс и Филан, уже в 739 году подчинившиеся наместнику Азербайджана и Армении Мирвану, опиравшемуся на неприступный Дербент. Дербент был окончательно оккупирован арабами в 685-686 годах и отделился от халифата в X веке вместе с Ширваном. Но маленькая Хазария героически отстояла свою независимость. Почему? Вспомним, что целых 100 лет, 558-650 годы, тюркютские ханы использовали территорию Хазарии как базу для своих военных операций. В Хазарии тюркютские богатыри отдыхали после перехода через сухие степи, а по возвращении из Крыма или Закавказья прогуливали награбленную добычу. И тут наверняка не обходилось без женщин, которые, как известно, не бывают равнодушны к победителям. Дети, появившиеся после военных походов, искренне считали себя хазарами. Отцов своих они не знали. Воспитаны были в среде хазар и в ландшафте Волжской дельты. В наследство от тюркютов они получили только некоторые антропологические и физиологические черты, в том числе пассионарность. А поскольку такой симбиоз длился более 100 лет, то естественно, что привнесенной чужаками пассионарности стало достаточно, чтобы превратить реликт в активно действующий этнос. Но еще существеннее для хазарского этногенеза был следующий период, когда Хазарией управляли тюркские ханы династии Ашина, 650-810 годы, наследники правителей Великого Тюркского каганата, 552-745. Царевич-беглец и его соратники, принятые хазарами гостеприимно, не слились с массой народа и не противопоставили себя ей. Они продолжали жить кочевым бытом, только зиму проводя в домах в Итиле. Они возглавили борьбу с арабами и, будучи мастерами степной маневренной войны, научили хазар отбивать натиск регулярных войск. Оставаясь язычниками, почитавшими синее небо и черную землю, они были веротерпимы до полной неразборчивости. Это-то их и погубило. Но из-за чего и каким образом? Хазары и фазы этногенеза. Внесение признака пассионарности со стороны по последствиям не отличаются от возникновения ее путем мутации. Разница проявляется лишь в том, что при генетическом дрейфе признак распространяется более быстро, а, следовательно, процесс идет более интенсивно. Поэтому инкубационный период хазарского этногенеза уложился в 3 поколения, около 70 лет, после чего с 627 года становится уместным название тюрко-хазары, теряющее смысл после 650 года, когда хазарами называют именно метисов тюрко-хазарского происхождения. Почему-то Истахри и другие восточные географы делили хазар на 2 разряда – смуглых, черноволосых и белых, красивых, совершенных по внешнему виду. Также они относили хазар то к тюркам, то к нетюркам, возводя их то к грузинам, то к армянам. Хазарский язык, по замечанию Истахри, не походит ни на тюркский, ни на персидский, ни на какой другой известный язык, а схож с языком болгар. Это последнее вызвало множество недоумений, ибо языком болгар считается тюркский.
Однако так ли было в V-VI веках, когда тюрки впервые появились в Поволжье? Навряд ли. Тюркский язык распространился как международный и общеупотребительный лишь в XI веке, благодаря половцам, причем вытеснил из степи древнерусский, господствовавший в X-XI веках. До этого этносы говорили дома на своих языках, которые до нас не дошли, а кроме того знали древний тюркский язык воинского начальства. Таким образом, в VII веке в Нижнем Поволжье создались оптимальные условия для этногенеза. Разнохарактерные ландшафты, в тесном сочетании, соответствующие им хозяйственные уклады, сосуществование этнических субстратов, относящихся к единому евразийскому суперэтносу, и импорт пассионарности, позволивший оформить этническое разнообразие в социальную систему. Эта последняя была достаточно эластичной, чтобы вошедшие в нее этносы стали субэтносами хазарского этноса, унаследовавшего название от предков. Вот почему Артамонов сомневался в достоверности армянских хроник, упоминавших хазар в III веке нашей эры. Этноним был тот же, но этнос другой, а это бывает часто. Фаза этнического подъема заняла около 150 лет, с середины VII до конца VIII веков. За это время хазары шли от успеха к успеху и весьма удачно находили контакты с соседями. Однако характер этих контактов был различен, что и повело к смещению нормальной кривой этногенеза, вследствие чего акматическая фаза не наступила. Поэтому обратим внимание и на соседей хазар, но сначала напомним, что в III-V веках хазарский этнос находился в фазе гомеостаза. Производительные силы его были стабильны, а общество пребывало в первобытно-общинной формации с устоявшимися производственными отношениями. Зато соседи хазар развивались бурно. Византия и Древняя Русь росли мучительно, но неуклонно. Сасанидский Иран терял потенцию роста за счет упрощения системы, что вело к усилению государственной власти в ущерб общественным группировкам. Восточные народы, гунны, пришедшие в Европу, проиграли войну с аборигенами, германцами на западе и болгарами на востоке, после чего потеряли политическое и этническое значение. Судьба гуннов – яркий пример того, что любой этнический процесс может быть нарушен политическими коллизиями, которые невозможно предугадать. Гунны могли бы выиграть битву с гепидами при Нидау в 453 году и разгромить сарагуров, болгар, в 453 году. Тогда в Восточной Европе уже в V веке создалось бы сильное государство. Но так как этого не случилось, то многочисленные местные этносы вернули себе самостоятельность. Второй азиатский этнос, попавший в Европу, авары, обры, в 630 году утеряли свои позиции в Причерноморье вследствие конфликта с болгарами-кутургурами, населявшими степи от Дона до Карпат. Авары сосредоточили свои усилия на борьбе с греками и франками и угнетении славян-дулебов, населявших Волынь. В начале IX века авары потерпели поражение от франков, но сохранили самостоятельность и удержали территорию восточнее Дуная до прихода венгров, которых встретили как родных и вскоре объединились с ними в один этнос. Аварский каганат, последний осколок древнего Турана, перестал существовать в начале X века. Соседи хазар в VII-VIII веках. Гунская трагедия оставила след на этнической карте Восточной Европы. Болгар-сарагуров потеснил другой азиатский народ – сабиры или савиры, частью проникшие в Закавказье, а частью осевшие в Понтийской Скифии, до Репейских гор, из которых вытекает Танаис. Савиры были выходцами из Западной Сибири и, видимо, принадлежали к угорской или южной ветви самодийской группы. Западные племена их ославянились, но сохранили древний этноним северяне. С хазарами они не граничили и, кажется, не общались, как это делали другие соседние этносы. Не только маленькая группа алтайских монголоидных тюркютов, но и вассалы, сопутствующие им в походах, вошли в состав хазарского этноса в течение VII-VIII веков. Одни из них ассимилировались, другие сохранили свой этнический облик. Так Барсилов авторы X века перестали отличать от хазар, а печенеги до IX века, приходившие в Хазарию с востока как друзья и союзники, с хазарами не смешались. Очевидно, кочевой быт привлекал их больше, чем оседлая жизнь хазар, но дружбе это не мешало. Хазар, барсилов, тюркютов, телесцев и печенегов
связывала не общность быта, нравов, культуры и языка, а общность исторической судьбы, наличие общих врагов и единство политических задач, основной из коих было не погибнуть, а уцелеть. И до начала IX века хазары справлялись с этой задачей блестяще, именно потому, что они не были одиноки. Хазария возглавила силы сопротивления и благодаря этому расширила сферу своего влияния до Крыма и Аральского моря, до Кубани и Оки, до Десны и Сакмары. Но в такой этнической пестроте для государственной системы часто таится опасность. Гузы на востоке, мадьяры на севере, аланы и булгары, черные, на западе, не всегда были друзьями хазар. Но поскольку эти этносы входили в систему единого евразийского суперэтноса, межплеменные столкновения не переходили ни в истребительные, ни в завоевательные войны. Все эти этносы жили натуральным хозяйством, которое всегда тесно связано с природными особенностями вмещающих ландшафтов. Гузы привыкли к сухим степям и полупустыням, где снежный покров тонок и не препятствует круглогодовому кочеванию. Но эти степи были не нужны уграм, населявшим лесостепную полосу Западной Евразии, и аланам, обитавшим в роскошных злаковых степях между Кубанью и Доном. Там зимой выпадает много снега, следовательно, необходимы заготовки сена для скота, значит, кочевой быт невозможен. Скотоводство должно быть отгонным. Но никому из перечисленных этносов не были нужны поймы рек, заселенные хазарами, равно как и хазарам нечего было делать в степях и окаймляющих их лесах, поэтому они спокойно смотрели на то, как в лесной полосе Западной Евразии распространялся новый этнос — славяне, вятичи и радимичи, а в Среднем Поднепровье другая группа славян постепенно ассимилировала рассамонов и савиров, преобразовав их в полян и северян. Каждый из этих этносов обрел свою экологическую нишу, а потому и конфликты между ними могли определяться только колебаниями пассионарности. К счастью для всех перечисленных этносов, в этом отношении в VIII веке было благополучно. Аланы, потомки страшных своей жестокостью сарматов, которые в III веке до нашей эры физически истребляли скифов, а парфянам подарили вождя с дружиной, 250 год до нашей эры, за 1000 лет превратились в культурный, трудолюбивый и спокойный этнос, лишенный наклонности к агрессии. Этому превращению способствовало и то, что наиболее активная и неукротимая часть алан ушла после 371 года в Испанию, чтобы избежать подчинения гуннам. А, как мы знаем, пассионарность — признак наследственный. Следовательно, потомков пассионарных аланов следует искать в Кастилии, а не на Северном Кавказе. Угры, в том числе мадьяры, этнос очень древний, получивший дополнительную инъекцию пассионарности во II-V веках от хуннов. Хуннами принято называть тюркоязычный этнос Центральной Азии, а гуннами — смесь группы хуннов, пришедших во II веке на берег Волги и Урала, и местных угров. Как название хазары унаследовали потомки хазар и тюркютов. Наименее пассионарны были гузы, сумевшие уберечь независимость и от гуннов, и от тюркютов. Византийский этнос не имел предков. Это, конечно, не означает, что люди, его составляющие, не произошли от пятикантропов, но этнос не поголовье людей, а динамическая система, возникающая в историческом времени при наличии пассионарного толчка, как необходимого компонента при пусковом моменте этногенеза, процесса, ломающего старую культуру. В Средиземноморье в древности существовала единая эллинистическая культура, включившая в себя в процессе развития Лациум и финикийские города. В этническом аспекте она напоминает западноевропейскую, потому что основное эллинское ядро не исчерпывает всех вариантов разносторонней эллинистической культуры. Конечно, Рим, Карфаген, Пела имели свои локальные особенности и представляли собой самостоятельные этносы, но в суперэтническом смысле входили в широкий круг эллинистической культуры. Впрочем, это не ново, но для нас важно, как отправная точка. Римское господство способствовало этнической нивеляции, а уравнение греческого языка с латинским привело к тому, что почти все население Средиземноморья слилось в один этнос. Но в I веке нашей эры в Римской империи появились новые люди, образовавшие в последующие 2 века новую целостность. Уже в начале своего появления они противопоставили себя языцам, то есть всем остальным, и действительно выделились из их числа, конечно, не по анатомическим или физиологическим признакам, но по характеру поведения. Они иначе развлекались,
иначе относились друг к другу, иначе думали и ставили себе в жизни цели, казавшиеся их современникам бессмысленными. Эллинистическому миру был чужд аскетизм. Новые люди создали Фиваиду. Греки и сирийцы проводили вечера в театрах и любовались пляской осы, древний стриптиз, а эти собирались для бесед и тихо расходились по домам. Своих богов эллины и римляне уже несколько веков считали литературными образами, сохранив культ как государственную традицию, а в быту ограничиваясь многочисленными приметами. Новые же проповедники и неофиты с полной убежденностью считали реальностью инобытие и готовились к загробной жизни. Относясь лояльно к римскому правительству, они отказывались признавать его божественную природу и поклоняться статуям императоров, хотя это стоило им жизни. Эти нюансы поведения структуру общества не ломали, но из этнической целостности новые люди выпадали и вызывали жгучую ненависть у городских низов, требовавших их уничтожения. Считать, что причиной возникшей неприязни была разница в убеждениях, неправильно, ибо у необразованных язычников в это время никаких стойких убеждений не было, а у людей нового склада они были многообразны. Но почему-то с Митрой, Исидой, Кибелой, Гелиосом эллины и римляне не ссорились, делая исключение только для Христа. Очевидно, что вынести за скобки следует не идеологический или политический признак, а этологический, то есть поведенческий, который для эллинистической культуры был действительно новым и непривычным. Впрочем, он был также чужд иудеям, которые, отнюдь не сливаясь с римлянами и греками, гонением за веру не подвергались. Сквозь грани веков. В первом тысячелетии новой эры был еще один суперэтнос, без территории, без централизованной власти, без войска, но он был. Евреи, рассеянные от Германии до Ирана, жили, не теряя своего внутреннего единства, несмотря на внешнее разнообразие. Среди них были носители разных культурных традиций, разных идеалов, разных стереотипов поведения. Восточные евреи не были похожи на византийских или немецких, но мы ведь и называем их не этносом, а суперэтносом. И в IX веке настало время им сказать свое слово. А так как это слово было произнесено в Хазарии и весьма значительно отразилось на судьбе хазар, то придется проследить, как и почему это могло произойти. А для этого нам придется углубиться в древность и проследить судьбу восточной ветви иудейской общины и ее связи с Ираном. Этническая история евреев была извилиста и многообразна, но трансформации, возникавшие вследствие пассионарных толчков, видоизменяли их не менее, чем все прочие этносы. При этом менялись даже облик культуры и догмы религии, феномены куда более устойчивые, чем этнические стереотипы. Но сохранялся этноним, что и вводило в заблуждение и невежественных людей, и даже ученых. Легендарные сведения первых книг Библии туманно повествуют о неясных связях предков евреев с Шумером, а потом с Египтом, но к нашей теме это не имеет отношения. Исторически зафиксированные племена Хабиру в XIV веке до нашей эры начали завоевание крайне жестокое, беззащитного и миролюбивого Ханаана, но натолкнулись на сопротивление филистимлян, одного из народов моря, по-видимому, древних ахейцев или хеттов. Война с хананеями и филистимлянами затянулась до X века до нашей эры, акматическая фаза этногенеза. Лишь царь Давид, 1004-965, достиг решительных успехов и взял Иерусалим, где его сын Соломон соорудил храм. Но после смерти Соломона его царство распалось надво, надлом, а в 586 году до нашей эры Иерусалим был взят вавилонским царем Навуходоносором, который вывел пленных в Вавилон. Так началось знаменитое рассеяние, диаспора, инерционная фаза этногенеза. В Вавилоне евреи прижились, и когда в 539 году до нашей эры Кир позволил им вернуться на родину, этим позволением воспользовались немногие. Вавилонская колония евреев оказалась богаче и многолюднее палестинской. Из Вавилона евреи распространились по всей Месопотамии и Сузиане, где вошли в тесный контакт с персами. Есть даже предположение, что знаменитая антидевовская надпись Ксеркса, запретившего почитание племенных богов, девов, нашла отражение в Библии, в книге Эсфирь, содержащей описание того, как мудрый Мардохей
благодаря очарованию своей племянницы Эсфири, пленившей царя, сумел организовать погром македонян и других соперников евреев, боровшихся за влияние на персидского царя-царей. Однако успех Мардохея оказался эфемерным. Персы охладели к евреям, и те радостно приветствовали Александра Македонского, пользуясь тем, что ни царь, ни его эллинские друзья никогда не сталкивались с евреями. Когда же греки и евреи оказались в пределах единой селевкидской державы, между ними возникла кровопролитная война, закончившаяся победой евреев, основавших в Палестине царство с династией Хасмонеев. Постепенно палестинские евреи и евреи диаспоры стали обособляться друг от друга, образуя как бы две нации, и судьбы их были различны. Судьба палестинских евреев была печальна. Они последовательно ссорились с персами, македонянами и римлянами. Последние так расправились с евреями в 70 и 132 годах нашей эры, что Палестина обезлюдила и была заселена арабами. Но в крупных городах Римской империи, в греческих колониях Пантикопее, Гаргиппии и Танаисе в Армении и в оазисах Аравии еврейское население сохранилось. Однако это были уже новые евреи, затронутые пассионарным толчком I века, и, следовательно, ровесники византийцев и славян. Они поддерживали активные связи со своими иранскими единоверцами, пользовавшимися покровительством врагов Рима, парфянских царей. Вследствие этого обе общины до конца V века непрестанно обменивались идеями и людьми. А как это было им нужно? Персия была страна бедная, но благоволившая к евреям. Восточная Римская империя была богата, но греки успешно конкурировали с евреями. В те века центр тяжести межэтнических конфликтов был перенесен в область идеологии. Библия была уже переведена на греческий язык и перестала быть тайной, ее читали усердно, но реакция читателей была различной. Одни вступались за змея, побудившего Еву заполучить познание добра и зла, а того бога, который хотел оставить людей в невежестве, именовали злым демоном, Афиты. Другие объявили материю, а следовательно весь видимый мир, несуществующими, то есть просто помехами на пути к совершенствованию души, реальность коей утверждалась, гностики. Третьи отрицали преемственность Нового и Ветхого Заветов, считая древнюю еврейскую религию поклонением сатане, Маркион и его школа. Четвертые, манихеи, рассматривали мир как область борьбы света и тьмы, но если христиане признавали мир и жизнь творением Божиим, то манихеи держались обратной точки зрения. Мир — это тьма, пленившая частицы света, души. На Западе дуализм не удержался. Язычник Платин и христианин Ориген создали стройные монистические концепции, овладевшие умами мыслящих людей III века, а последователи гностиков замкнулись в своем пренебрежении к черни, и их идеи перестали влиять на широкие слои римского общества и этносов его составлявших. В Иране гностическое манихейство натолкнулось на стройную систему зороастризма, где жизнь благословлялась и утверждалась как творение Ормузда, а смерть и уничтожение, аннигиляция материи, считались делом Аримана. Мани заплатил жизнью за последовательность своего учения. Казалось бы, для жизни отрицающих гностических систем нет места в мире, но оно нашлось. На рубежах великих суперэтносов, эллинизма, и Ирана и Турана, Турана и Индии, где ютились небольшие, хотя и самостоятельные княжества арабов, кавказцев, эфталитов, последователи гностических идей находили приют и безопасность. И евреи, променявшие Палестину на Месопотамию, были в их числе. Стесненные жесткими установлениями официальной религии, они чутко реагировали на развитие мировой творческой мысли и выдавали свои соображения за древние предания, Каббалу, тем самым давая им место рядом с жесткой системой Талмуда. В Каббале были и монистические системы, близкие к неоплатонизму, и дуалистические, унаследованные от ессеев, и тяга к новым идеям, то и дело возникавшим в Иране и Византии. А так как пассионарных людей в вавилонской общине было много, то с III по VI век она бурлила идеями и принимала активное участие в событиях, имевших значение для нашей темы. У персов V-VII веков. Римляне даже в период наибольшей военной мощи не могли захватить двуречье. Местное население активно помогало парфянам, а потом персам. За проявленную лояльность шахи Ирана благоволили к евреям, позволив им создать колонии в Ктизифоне и Исфагане.
Аналогичными льготами пользовались несториане Месопотамии и монофизиты Армении за то, что они были противниками православного византийского царя. Зороастризм, подобно иудаизму, генотеистическая религия, то есть все персы должны были следовать учению магов и поклоняться огню, но ни один иноземец к культу не должен быть допущен. Переход персов в христианство карался смертью, что иногда вызывало осложнения, коих не возникало с евреями, которые, так же как и персы, не допускали в свою среду инородцев. Поскольку при таком последовательном подходе ассимиляция исключалась, то в Западном Иране и Месопотамии возникла иудео-сиро-армяно-персидская химера с добавкой из парфянской знати и арабов Бахрейна, почитавших звездных богов и служивших за деньги иранскому шаху. Внутри этой причудливой мозаики мира не было. Вельможи и маги старались очернить власть шаха, не покушаясь на престол, ибо центральная власть была нужна для защиты от внешних врагов. Шах норовил пресекать самовольство знати, но без кровопролития, так как знать составляла конное войско. Евреи были на стороне короны и со свойственной этому этносу горячностью превысили меру усердия, что им на пользу не пошло. В 491 году Иран постигла засуха, связанный с нею недород и налет саранчи. Шах Кавад открыл государственные амбары с зерном, но это не предотвратило народных волнений. И тогда один из вельмож, Маздак, предложил шаху свою концепцию спасения государства. Она была дуалистична, но в ней, в отличие от манихейства, царство света наделялось качествами воли и разума, а царство тьмы — качеством неразумной стихии. Отсюда вытекало, что существующая в мире несправедливость — следствие неразумности, и исправить ее можно средствами разума, введением равенства, уравнением благ, то есть конфискацией имущества богатых и разделом его между маздакитами, и казнями сторонников зла, то есть тех, кто был с Маздаком не согласен. Система подкупала безукоризненной логикой, и шах поддержал Маздака. Но как было отличить сторонников света от защитников мрака? Только по их личному заявлению. И тут пошла в ход ложь. Маздакиты, взяв власть в свои руки, развернули массовый террор, а шах стал в их руках марионеткой. В 496 году Кавад бежал от своих министров к Автолитам, вернулся с войском и занял престол, но маздакиты продолжали занимать должности вокруг престола и расправляться с неугодными людьми как с чужими, так и друг с другом. Только в 529 году царевич Хасрой собрал войско из людей, обиженных маздакитами, привлек на свою сторону саков и повесил Маздака, а его сторонников закапывал в землю живыми. Ожесточение партии было так велико, что уцелевшим маздакитам пришлось бежать на Кавказ, ибо ни эфталиты на востоке, ни византийцы на западе их не принимали. Могли ли многочисленные евреи Двуречья и Исфагана остаться равнодушными к событиям, происходившим вокруг них? Конечно, они приняли в них живое участие, но, как всегда, разделились. Ортодоксам-талмудистам маздакиты были омерзительны, вольнодумцам-каббалистам любезны. Внутри еврейской общины Ирана шла борьба столь же напряженная и даже кровавая, как и в самой великой державе. Торжество маздакитов грозило евреям-ортодоксам гибелью, и они эмигрировали в Византию. Там их приняли кисло, но это было лучше, чем смерть. Когда же в 529 году в Иране пошла расправа с маздакитами, то и примкнувшим к ним евреям пришлось плохо. Экзарх еврейской общины Ирана Марзутра, сотрудничавший с маздакитами, был повешен, так же, как и все, кто попал в руки Хосроя Нуширвана, принявшего власть еще при жизни своего отца Кавада. Уцелевшие маздакиты бежали на Кавказ, чтобы затеряться среди христианского населения Мидии Антропатены, современный Азербайджан. Это им удалось, так как христиане относились к огнепоклонникам-персам крайне отрицательно и укрыли беглецов из Ирана. Связанные с маздакитским движением евреи тоже удрали на Кавказ, но подальше от разъяренных персов, и очутились они на широкой равнине между Тереком и Сулаком, стали пасти там скот, избегая конфликтов с соседями и не слишком строго соблюдая традиционные обряды. Однако они свято праздновали субботу и совершали обряд обрезания. Вернемся к судьбе евреев-ортодоксов, так как в последующей эпохе главную роль будут играть именно они. Православная церковь Византии в эпоху Великих Соборов, V век, относилась к иудаизму благожелательно. Когда же эмиграция евреев из Ирана усилилась,
и активизировала византийскую еврейскую общину, то начался период не то чтобы гонений, а государственных ограничений свободы еврейского культа. Эдиктом 546 года Юстиниан запретил евреям праздновать Пасху и есть в эти дни мацу, если еврейская Пасха приходилась на Страстную неделю. В 553 году евреям было запрещено употреблять устную традицию. Короче, евреев стремились превратить в граждан второго порядка, что повело к возрождению иранофильских настроений в еврействе Византии. Случай для отплаты за унижение представился им в начале VII века. В 602 году солдаты убили императора Маврикия и возвели на престол свирепого тирана Фоку. Шахеншах Хосрой Парвиз начал войну под предлогом мести за погибшего, который был его приемным отцом. Фактически же эта война ставила целью изгнание греков из Азии и Египта, то есть восстановление Ахеменидской империи. Евреи стали на сторону персов. Они вызывали беспорядки в тылу у греков, причем успевали заручиться покровительством греческого начальства и обратить его гнев против восточных христиан, монофизитов и несториан, что было на руку персам, так как симпатии местного населения после карательных экспедиций из Константинополя переходили на их сторону. Таким образом, персы продвинулись до берегов Средиземного моря. Самое страшное произошло в 615 году в Иерусалиме, где после капитуляции города персы взяли в плен от 62 до 67 тысяч человек, не имея возможности перегнать живой товар через сирийскую пустыню без больших потерь. Персидские воины охотно распродавали рабов и рабынь. Иудеи же из-за своей вражды покупали их по дешевой цене и убивали их. Пишет в 1234 году сирийский аноним, то есть человек, не имеющий личной заинтересованности, а следовательно и пристрастия. Там же он сообщает, что иудеи были уведены из Иерусалима, то есть просто вернулись на родину предков, в Месопотамию. Здесь они уже после заключения мира в 629 году убедили персидский гарнизон оборонять от греков Эдессу, которая должна была быть возвращена Византии по условиям мирного договора. При этом они обеспечили себе безнаказанность, послав к императору Ираклию парламентера, который вымолил своим соплеменникам прощение, а персидские воины погибли от рук византийцев. Византийское правительство то ли не видело, то ли не хотело видеть реального соотношения сил. Ираклий мечтал о воссоединении монофизитства с православием. Для этого он предложил компромисс — доктрину монофилитства, согласно которой у воплощенного слова два тела, божественное и человеческое, и одна воля, божественная. Эту доктрину не приняли ни греки, ни сирийцы с египтянами, ни персидские несториане, ни папа. Сторонников это учение обрело только в горах Ливана, но и там их было очень мало, так как горцы Ливана, равно недоброжелательно относившиеся и к грекам, и к сирийцам, были реликтовым этносом. На этом фоне общего отчуждения Ираклий сохранил свои симпатии к евреям и даже очень их выручил. Западные евреи, проникшие на берега Рейна в римскую эпоху, сильно пострадали от вторжения германцев в V веке. Но на берегах Роны и Гароны они жили спокойно и богато. Мировинги относились к евреям без симпатии, и в 629 году король Дагоберт решил изгнать их из своих владений. Но император Ираклий вмешался, и изгнание не состоялось. Чем руководствовался Ираклий, непонятно. Может быть, он обратил внимание на то, что в Аравии уже начались кровавые столкновения между еврейскими общинами и сторонниками нового пророка Мухаммеда, а может быть, были мотивы нам неизвестные. Однако в любом случае сделка проходила за счет христианских народов Ближнего Востока. Причем проиграть могли либо греки, либо персы, а евреи только выигрывали. Столь откровенная изменническая позиция вызвала озлобление против евреев сирийских и аравийских семитов. Почему это трудно назвать антисемитизмом? Результатом была договоренность, достигнутая в 637 году между епископом Сафронием и халифом Амаром. Епископ сдал халифу Иерусалим с тем, чтобы евреи не жили в Иерусалиме, после чего Амар велел построить на месте Соломонова храма мечеть. У арабов VII века. С мусульманами иудеи не ладили куда категоричнее, чем с христианами. Первые конфликты произошли еще в Медине с самим пророком. Побежденные в уличных схватках иудеи покинули Аравию и поселились в Палестине, у Генесарецкого озера, поскольку эта страна находилась тогда под властью персов. Потом некоторые из них ушли в Иран вместе с отступавшими персами, страшась возмездия сирийских христиан. Однако к 650 году
те и другие попали под арабское иго. Персы перенесли это довольно легко, так как приняли ислам, но евреям вероотступничество было противно. Они нашли другой выход — шиизм, как способ раздробления мусульманской общины. Некий Абдулла ибн Саба, иудей, перешедший в ислам, выдвинул в 653 году учение, на первый взгляд, правомерное, что перед концом света пророк Мухаммед вернется в мир, а пока его должен замещать тот, кто при жизни был его помощником, то есть Али и его потомки. Здесь таилось зерно не только тогдашнего раздора, претензии Али на престол, но и позднейшего шиизма, прививавшегося у персов лучше, чем у арабов. Так была создана идеологическая основа гражданских войн, вызвавших относительно быстрое распадение халифата. Нет, мы не будем здесь излагать историю многих восстаний, подавлений, убийств и предательств, игры ума и безумия страстей человеческих. Жертвами этой войны стали Али, зарезан в 661 году, и его сын Хусейн, пал в бою в 680 году, покинутые друзьями и сподвижниками. Однако те, раскаявшись, снова восстали и снова были разбиты в 690 году, вслед за чем последовали очередные экзекуции. Вот тогда и покинули злосчастную Персию евреи. Они прожили в этой стране 1200 лет, пользуясь покровительством законов и сочувственной поддержкой венценосцев. Но когда законы Ирана заменил шариат, а шахов назначенные эмиры, уполномоченные, евреи вновь обратились к поискам земли обетованной. Сами они представляли себе эту миграцию так. И было в лето 4450, то есть в 690 году, и усилилась борьба между исмаильтянами и персами в ту пору, и были поражены персы ими, арабами, и пали они под их ноги, и спаслись бегством многочисленные евреи из страны Парас, как от меча, и двигались они от племени к племени, от государства к другому народу, и прибыли в страну Русию и землю Ашкеназ и Швецию, и нашли там много евреев. Этот текст показывает многое. Страна Руси уже была в VII веке. В Германии, Ашкеназ и Швеции, еще языческой, есть еврейские колонии, а вот Хазарии в списке нет. Хотя в 737 году арабский завоеватель будто бы принудил персов-огнепоклонников, хазар, поклонявшихся тельцу, и некоторых, исполнявших закон Мусы, принять ислам. На самом деле это было только пожелание Мирвана II, оставшееся без последствий. А в 690 году хазары под предводительством тюркютов, по происхождению принцев царственного рода Ашина, ставших ханами Хазарии, громили Закавказье и удерживали до 693 года Дербент. Как же евреи могли не заметить такую сильную державу? Только не видя ее. Значит, путь еврейских эмигрантов из Ирана пролегал не через северокавказские степи, в те годы обогренные болгарской и аланской кровью, а только через Малую Азию и Черное море к устью Днепра и в Руссию, а оттуда в земли, где уже были колонии западной ветви евреев, оставшихся в Европе после распада Римской империи. Но если так, то кто в Хазарии исполнял закон Мусы? Очевидно, те евреи, которые бежали на Кавказ вместе с маздакитами. Они в 690 году очень хорошо помнили кровавые столкновения внутри еврейской общины Ирана, с полным на то основанием опасались своих соплеменников и отказали им в убежище. Зато их потомки в VIII веке поступили по-иному, так как маздакитская трагедия была забыта потомками ее участников. У хазар в VIII веке. Итак, сирийские омейяды оказались врагами обеих ветвей иудеев, маздакитской и ортодоксальной. Первые были союзниками хазар, вторые обрели убежище среди христиан. Такая расстановка сил дает право заключить, что во время сражения за Константинополь в 717-718 годах, когда Лев и Савр сжег арабскую эскадру греческим огнем и отбросил изнуренную голодом сухопутную армию от стен столицы, евреи сражались на стороне христиан. Силы арабов были скованы на всех фронтах. В Испании в 718 году непокорившиеся христиане образовали королевство Астурию. В Средней Азии тюргеши договорились с Китаем, заключили мир с Тибетом, союзником халифата, и поддержали восстание сагдийцев, только что завоеванных, но не смирившихся. Хазары же принудили арабскую армию к отступлению и перенесли военные действия сначала в Азербайджан, потом в Армению 721-722 годы,
Им помогли уцелевшие огнепоклонники персы и поклонники Мусы, евреи. Вождь евреев, носивший тюркское имя Булан, Лось, отличился в этом походе, вследствие чего повел себя самостоятельно. Он восстановил еврейские обряды для своего народа. Обращения хазар в иудаизм не было, да и быть не могло, так как в средние века прозелитические религии, христианство и ислам, резко противопоставлялись древним религиям, где к исполнению культа допускались только члены рода, даже в том случае, если род вырос в этнос. Персам-огнепоклонникам или индусам, членам высшей касты, надо было родиться, но нельзя было стать. Если же возникала необходимость принять в свою среду чужого или приобщить к себе иное племя, то выдумывались фальшивые генеалогии, чтобы оправдать нарушение принципа. Так шах Иездегерд, решив увеличить конное войско, предложил армянским нахрарам стать зороастрийцами на том основании, что эти знатные люди вели происхождение от парфян, аршакидов. Когда же те отказались отречься от христианства, дело заглохло. Иудаизм — это культ народа, избранного Яхве, и потому редкие новообращенные считались проказой Израиля. Евреи мирно соседствовали с хазарами, ходили вместе в походы, но молились отдельно, справедливо полагая, что для хороших отношений с соседями нет необходимости делать их похожими на себя или, наоборот, лицемерно подделываться под них. Даже забыв большую часть сложных предписаний Талмуда, что было неизбежно для пастушеского племени, где юношам негде и некогда учиться, даже просто грамоте, потомки евреев-маздакитов не растворялись в среде окружавших их племен Дагестана. Они к этому не стремились, да и те бы их в свою среду не приняли. Заслуга Булана была в другом. Он удалил из своей страны идолослужителей и убедил других князей и верховного князя евреев восстановить забытую веру. Он соорудил шатер, ковчег, светильник, стол-жертвенник и священные сосуды, то есть восстановил еврейские обряды для своего народа. В сочинении Иехуды Барзилая, еврейского автора XI века, это сообщение переведено так: «Хазары стали прозелитами и имели царей-прозелитов» иудаизма. Однако Шишман указывает, что слово «гер» в Библии означает «чужеземца», инкорпорированного другим народом и получившего права члена племени, которое его приютило. Значение прозелит это слово приобрело позже. Судя по общему ходу событий, древнее значение в данном случае предпочтительнее, ибо Булан принял не раввинизм, а караизм. И пусть не смущает читателя, что евреи, жившие в Хазарии, именуются хазарами, это обычное для этнонимов обобщение, когда субэтнос на чужбине принимает название этноса. Так бретонец в России назовет себя французом, а карел во Франции русским. Для иноземцев хазары — это люди, живущие в Хазарии и подчиняющиеся власти хазарского каганата. Но для самих обитателей страны, а равно и для ее исторической судьбы, различия на субэтническом уровне заметны. Иногда они не имеют большого значения, но при некоторых обстоятельствах их роль возрастает. Так произошло в Хазарии во второй половине VIII века, когда туда стали приезжать евреи-раввинисты из Византии. У греков в VIII веке. В 723 году император Лев III Исавр издал указ о насильственном крещении всех евреев, находящихся в пределах Византийской империи. Этот указ был издан после победы над арабами и за год до начала борьбы против почитания икон. Зачем ему это понадобилось? Ответа на этот вопрос в источниках нет, значит, следует искать смысл указа, исходя из общей ситуации. Малоазийские христиане, а также монофизиты и несториане были противниками иконопочитания и врагами арабов. Не хотел ли Лев Исавр увеличить число своих сторонников, зачислив иудеев в число христиан, дабы дать им право участвовать в будущей реформе? Это, пожалуй, наиболее вероятное толкование, так как последующие гонения обрушились не на иудеев, оставшихся в своей вере, а на православных. И наоборот, один из чиновников халифа Иоанн Дамаскин Мансур писал обличение иконоборцев под покровительством Амияда Хишама. Считается, что этот указ вызвал эмиграцию евреев из Византии в Хазарию, но неизвестно, был ли он приведен в исполнение. Даже если так, то эмиграция шла в Хазарию, в то время союзницу Византии. И поскольку инициативу войны с арабами перехватил Булан, не исключено, что Лев Исавр создал условия для переброски боеспособного этноса на тот участок фронта, где он был необходим.
Примерно так поступило византийское правительство с горцами Ливана, мордаитами. Их вывели из Сирии и поместили в гарнизонах Малой Азии, чтобы использовать их опыт борьбы с мусульманами. Реформа Булана имела еще то значение, что она порвала связи с маздакитскими традициями. Идейные связи вольнодумных членов иудейской общины с группой вольнодумных персов оказались призрачными. Как только жизнь поставила иные проблемы, химера распалась. То, что для персов-маздакитов было органической частью сложившегося мироощущения, евреи сбросили, как отсохшую шелуху. Впоследствии маздакиты, точнее хурамиты, пытались блокироваться с христианами-иконоборцами, ибо в смертельной борьбе 815-837 годов с арабами и персами-мусульманами хазарские евреи не помогли своим бывшим соратникам и единомышленникам. Зато внутриэтнические связи от идейных разногласий не пострадали. Наоборот, эмиграция византийских евреев в Хазарию была облегчена тем, что беглецов встречали единоверцы и помогали им устроиться. А так как евреи-раввинисты VII-VIII веков были горожане, то они и селились в городах Итиле, Семендере, Самкерце, Беленджере и занимались в них торговлей, к чему сами хазары способности не проявляли. Разные межэтнические коллизии дают в этнической истории разные результаты. Тюркюты, объединившись с хазарами, повели их к победам и подарили им гегемонию над соседними этносами. Булан, около 718 года принявший имя Сабриэль, в 737 году был наголову разбит последним великим Амиядом Мирваном, который взял с хазар обещание принять веру ислама. Хазары, конечно, обещания не сдержали, тем более, что уже в 750 году Мирван был разбит аббасидами и погиб. В Хазарии все осталось по-прежнему, за исключением того, что столицу перенесли с Терека из Семендера подальше от арабов на Волгу в Итиль. Издавна хазары жили в низовьях Волги, в дельте и пойме ее. Они занимались не столько скотоводством, сколько виноградарством и рыбной ловлей. Прекрасные голубые протоки среди зеленых лугов и густых зарослей кормили многочисленное население и столицу Итиль, расположенную на острове, образуемом Волгой и ее восточным протоком Ахтубой. Имея роскошную экономическую базу, хазары господствовали над редким населением сухих степей, окружавших их оазис, простиравшийся в то время почти до полуострова Бузачи. Это были прикаспийские Нидерланды, причем сходство дополнялось тем, что Итиль стал перевалочным пунктом на двух караванных путях из Ирана в Биармию или Великую Пермь и из Китая в Прованс. В IX-X веках в Итиле жили и играли главную роль евреи, но когда они туда попали? Очевидно, надо проследить историю Византии дальше. Следующее свидетельство о разрыве между Византией и еврейской диаспорой недвусмысленно, а дата его примечательна, так как на фоне мировой истории оно наиболее весомо. Владетель Константинополя во время Харуна ар-Рашида 786-809 изгнал из своих владений всех живущих там евреев, которые вследствие сего отправились в страну Хазар, где они нашли людей разумных, но погруженных в заблуждение, язычников. Посему евреи предложили им свою религию, которую хазары нашли лучше, чем их прежняя, и приняли ее. Этот текст, во-первых, подтверждает нашу догадку, что императоры и иконоборцы гонений на евреев не осуществляли, иначе было бы некого изгонять, а во-вторых, что эти гонения совпали с Седьмым Вселенским собором 787 и последующим преобладанием греков над малоазиатами и примыкавшими к последним евреями. Согласно логике событий, именно в последние годы VIII века у греков появился смысл в том, чтобы стремиться избавиться от евреев, так как антипатия последних к арабам сменилась симпатией, после того, как престол халифа перешел от амийядов к аббасидам, окруженным персидскими советниками и возобновившим традиции политики сасанидского Ирана. В истории повторение политической ситуации чаще всего влечет за собой восстановление расстановки сил, хотя буквальных совпадений не бывает никогда. За 250 лет самостоятельного существования Хазария выросла настолько, что из крошечного удела западно-тюркютских царевичей превратилась в сильную державу, выигравшую войну у арабского халифата. И тут-то сплелись судьбы еврейского и хазарского этносов. Рахданиты. В середине VIII века на всем пространстве Евразийского континента произошедшие события изменили мир таким образом, который никто не мог бы предугадать. Деморализованная франкская держава была зажата в стальной обруч Карлом Мартеллом,
сын которого Пипин Короткий лишил престола ленивых королей династии Меровингов в 751 году. В этом же году арабы встретились с китайцами в долине реки Талас и разбили их на голову. Две другие китайские армии, одна в Маньчжурии, другая в Юньнане, были разбиты ополчениями местных племен, и мечта о гегемонии Китая над Азией, бывшая руководящей идеей политики империи Тан, испарилась. За 6 лет перед этим, в 745 году, пал второй тюркютский каганат, и его богатыри погибли в боях или были убиты во время бегства. На его месте возник уйгурский каганат, отнюдь не агрессивный и открытый культурным влиянием Ирана, но не Китая. Но самым большим сдвигом было воцарение аббасидов в Багдаде и начавшийся развал халифата, ибо это открыло дороги с запада на восток тем предприимчивым купцам, которые эти дороги изучали. Дорога по-персидски рах, корень глагола «знать» — дон, знающие дороги — рахданиты. Так называли еврейских купцов, захвативших в свои руки монополию караванной торговли между Китаем и Европой. Торговля была баснословно выгодна, потому что торговали не товарами широкого потребления, нужными для населения, а предметами роскоши. В переводе на понятие XX века эта торговля соответствовала валютным операциям и перепродаже наркотиков. Только подобные сверхприбыли покрывали расходы на перевозку и содержание в порядке трассы, на которой сооружались купола над источниками и прудами, ставились вешки, указывающие направление дороги, строились караван-сараи для ночевок или дневок в особо жаркие дни. От Красного моря до Китая было около 200 дневных переходов, а вокруг северного берега Каспия еще больше. Но и северным путем пользовались, так как в аббасидском халифате восстания были делом заурядным, а хазары строго следили за безопасностью на степных дорогах. Поэтому значение Итиля как перевалочного пункта на долгом пути росло. Отдыхать на Волге было не только удобно, но и приятно. То, что путешествующие евреи VIII века названы персидским словом рахданиты, показывает, что основу этой торговой компании составили выходцы из вавилонской, то есть иранской общины, бежавшие от халифа Абд-ал-Мелика в 690 году. В 723 году к ним добавились евреи из Византии, но до тех пор, пока на границах Согда и халифата, Китая и тюркютского каганата шли постоянные войны, торговля встречала препятствия. Когда же эти войны прекратились, а Китай после восстания Ань-Лушаня 756-763 лежал в развалинах и продавал шелк дешево, евреи-рахданиты развернулись. Они основали не только восточный путь, по которому шел шелк в обмен на золото, но и северный, из Ирана на Каму, по которому текли меха в обмен на серебро. Хазария лежала как раз на перекрестке этих путей. Сюда и устремились эмигранты из Ирана и Византии. Тюркютские ханы из династии Ашина, по свойственной степнякам религиозной терпимости и благодушию, считали, что их держава приобретает работящих и интеллигентных подданных, которых легко использовать для дипломатических и экономических поручений. Богатые евреи подносили хазарским ханам и бекам роскошные подарки, а красавицы-еврейки пополнили ханские гаремы. Так сложилась еврейско-хазарская химера. Для евреев-рахданитов было, вероятно, досадно лишь то, что попытка Булана добиться гегемонии в политической жизни Хазарии разбилась об арабское мужество, и военная власть осталась в руках тюрко-хазарской знати, ладить с которой было не всегда легко. Описанный процесс занял вторую половину VIII века. За это время хазары перенесли военные действия против арабов в Закавказье и в отмщение за разрушение Семендера и Беленджера опустошили Азербайджан. Об участии в этих операциях евреев, как старых соратников Булана, так и новых рахданитов, сведений нет. Не преуспев в военном деле, хазарские евреи наверстали потери любовью. В конце VIII века между Тереком и Волгой появилось множество детей от смешанных еврейско-хазарских браков. Однако судьба их была различна в зависимости от того, кто был отцом ребенка, а кто матерью. И вот почему. Все евразийские племена считали ребенка членом рода отца. Законорожденный ребенок имел долю в родовом имуществе, право на защиту, взаимопомощь и участие в родовых культах. Род был элементом этноса и культуры. Следовательно, членство в роде определяло этническую принадлежность. Происхождение матери в расчет не принималось. У евреев этническая принадлежность совпадала с принадлежностью к общине. Право быть членом общины, а следовательно евреем, определялось происхождением от еврейки.
Во II веке до нашей эры это правило дало возможность включить в состав евреев родственные семитские племена, например, идумеев, амаликитян, моавитян. Но в средние века оно вело к изоляции еврейских этносов, особенно в странах Европы и Евразии, где браки с еврейками возбранялись христианской и мусульманской религиями. В Хазарии таких ограничений не было. Получалось, что сын хазарина и еврейки имел все права отца и возможности матери. То есть его обучали еврейские раввины, община помогала ему делать карьеру или участвовать в торговле, род отца защищал его от врагов и страховал в случае несчастья от бедности. А сын еврея и хазарки был всем чужой. Он не имел прав на наследование доли отца в родовом имуществе, не мог обучаться Талмуду в духовной еврейской школе, не получал поддержки ни у кого, кроме своих родителей. Да и та была ограничена родовыми обычаями и религиозными еврейскими законами. Этим беднягам не было места в жизни. Поэтому они ютились на окраине Хазарии, в Крыму, и исповедовали караизм, не требовавший изучения Талмуда, а читать пятикнижие их могли научить любящие, но бессильные против велений закона отцы. Их потомки составили крошечный этнос крымских караимов, антропологические черты коих совмещают тюркский и ближневосточный типы. Симпатии их были обращены к аборигенам, хазарам, болгарам, готам, аланам, а не к их двоюродным братьям, делавшим в богатом Итиле карьеру и фортуну. Иудейская община в Итиле не только накопила огромные богатства, но и включила в свой состав ханов тюркской династии Ашина. Тюрки сохранили обычай многоженства, женились на прекрасных еврейках, а дети их, оставаясь царевичами, становились членами иудейской общины. Они изучали Тору и Талмуд, общались с родственниками своих матерей и женились по их совету на соплеменницах из числа богатых невест. Так постепенно произошло разделение хазарской знати и народа, тихо жившего в роскошном оазисе дельты Волги, не принимая участия в делах государства, которые перестали его касаться. Но оставалась старая племенная аристократия. С ней дело обстояло сложнее. Решение проблемы пришло только в IX веке. Можно было бы отметить, что для персистентного этноса хазар тюркские беги и тарханы были столь же чужды, как и иудейские купцы. Действительно, хазары получили от династии Ашина только одно благо — защиту от внешних врагов и безопасность. А это быстро забывается, так как становится привычным. Поэтому социальный момент, нелюбовь народа к аристократии, даже не своей, а пришлой, имела место в хазарском обществе. Евреи же были вне этого антагонизма, потому что они жили замкнутыми колониями и с местными жителями общались мало. Однако характер тюрко-хазарских и иудео-хазарских взаимоотношений был диаметрально противоположен. Тюрки награждали хазарок детьми, которые вырастали хазарами с повышенной пассионарностью. Евреи извлекали из хазарского этноса детей либо как полноценных евреев, мать-еврейка, либо как бастардов, отец-еврей, чем оскудняли этническую систему, а тем самым вели ее к упрощению. При непосредственном наблюдении казалось, что здесь просто цепь случайностей, но на самом деле это был направленный процесс, который за 80 лет, считая от Булана, дал весьма ощутимые результаты. В стране появилась популяция людей, говоривших по-хазарски, имевших родственников из числа хазар и тюрков, адаптированных в ландшафте, но не бывших хазарами по этносу и культуре. Для иностранцев, писавших о Хазарии по внешним беглым впечатлениям, казалось, что эти люди — хазары иудейского вероисповедания, но ни евреи, ни настоящие хазары не заблуждались ни на минуту. Если в отношении хазар доказательства не требуются, то средневековые евреи зафиксировали, что считают своих хазарских единоверцев потомками колена Симонова и полуколена Манасиева, обитающими в стране Казраим, вдалеке от Иерусалима. Они бесчисленны, и забирают они дань от 25 государств, и со стороны исмаильтян платят им дань по причине внушаемого ими страха и храбрости их. Приведенный текст характеризует ситуацию не VIII века, а IX-X веков, причем весьма точно. В первые десятилетия IX века произошли события, когда сочетание двух суперэтносов преобразило зону этнического контакта в социально-культурную, а не только этническую химеру. И грянул гром. В то десятилетие, когда Патриций Никифор взошел на престол в Константинополе, 31 октября 802,
а халиф Харун ар-Рашид казнил своих лучших помощников и верных друзей, бармекидов, 27 января 803-го, в хазарском каганате некий влиятельный иудей Абадия взял власть в свои руки, превратил хана из династии Ашина по отцу в марионетку и сделал раввинистский иудаизм государственной религией Хазарии. Обстоятельства, при которых произошел этот не столь религиозный, сколь государственный переворот, прикрыты множеством легенд, которые все без исключения представляются вымышленными, с одной целью — утаить от народа и истории истинное положение дел. Неизвестно даже, кем был Абадия. Видимо, он не принадлежал к числу местных евреев, потомков соратников Маздака, безграмотных и храбрых воинов-караимов, вроде Булана. Об Абадии сказано: он был человек праведный и справедливый. Он обновил царство и укрепил собрания, синагоги, и дома ученых, школы, и собрал множество мудрецов израильских, дав им много серебра и золота, и они объяснили ему 24 книги Священного Писания, Мишну, Талмуд и весь порядок молитв, принятых у хаззанов. Он боялся Бога и любил закон и заповеди. Уже из этого одного видно, что Абадия не был ни караимом, ни хазарином. Нет, эта характеристика показывает, что Абадия был человек интеллигентный и имевший связи в еврейской диаспоре. Для мудрецов израильских он не пожалел хазарского серебра и золота, чтобы только эти мудрецы согласились пожаловать в Итиль. А если сопоставить с этим фактом общеизвестные обстоятельства, что для политического переворота нужны деньги и организация, то видно, с какими кругами был связан Абадия. От смены власти выиграли не хазары и не хазарские евреи, а приезжие иудеи и еврейская община в целом. А коль скоро так, то, значит, они и организовали переворот, сохранив при этом легитимный принцип. Законный хан из рода Ашина стал иудеем, то есть принял веру своей матери, и был принят в общину. Все государственные должности были распределены между евреями, причем сам Абадия принял титул «пех», «бек», переведенный на арабский язык как «малик», то есть «царь». Это значит, что он возглавил правительство при номинальном хане, Кагане, находившемся с этого времени под стражей и выпускаемом на показ народу раз в год. А для народа хазарского значение переворота определил царь Иосиф, глава иудейской общины Итиля, написав: «И с того дня, как наши предки вступили под покров Шехины, присутствие божества, он подчинил нам всех наших врагов и ниспроверг все народы и племена, жившие вокруг нас, так что никто до настоящего дня, около 960 года, не устоял перед нами. Все они служат и платят нам дань, цари Эдома, язычники, и цари Исмаильтян, мусульмане». Да, дело было выгодное. А теперь отвлечемся на минуту от описания хода истории, чтобы попытаться понять ее смысл. Переворот Абадии — явление отнюдь незаурядное, более того, исключительное. Оно не укладывается в обычную закономерность этногенеза ни тюрко-хазарского, ни еврейского. Тюрко-хазары находились в конце инерционной фазы хуно-сяньбийского степного суперэтноса, вобравшего в себя угров, хионитов, динлинов, куманов и выработавшего определенный стереотип поведения и мировоззрения, то есть культуру. Евреи были моложе. Они только что миновали фазу надлома и раскола этнического поля. Будучи ровесниками византийцев и славяно-русов, евреи отличались от них тем, что освоили не природный, а антропогенный ландшафт. Города от Чаняни до Тулузы и караванные пути. Неизбежная взаимосвязь ландшафта с этносом чуть-чуть деформировалась, и этого оказалось достаточно, чтобы этническая система превратилась в жесткую, точнее полужесткую. Это означало, что этнос превратился в общественный слой, без чего были бы немыслимы и переворот Абадии, и последующее процветание Иудео-Хазарии. Однако жесткие системы автоматически исключаются из природного саморазвития. Их активность растет за счет постоянных встреч с окружением, и она даже больше, чем у природных этносов, но возраста такие системы не имеют. Поэтому появление их среди природных, натуральных этногенезов деформирует, или точнее искажает обычный ход этногенезов региона, то есть создает зигзаги, не предусмотренные ни природой, ни наукой. Но это делает проблему, заслуживающей особого внимания.
Не следует полагать, что созидание химер — явление исключительное, и что евреи здесь сыграли уникальную роль. Нет. Аналогичные последствия возникают всюду, где возникают неорганичные контакты на суперэтническом уровне. Так, в III веке до нашей эры потомки диадохов и эпигонов осели в городах Бактрии и Сирии, а наследники героев Турана, парфяне, стали господствующим классом в растерзанном Иране. И македонские династы, Птолемеи, Селевкиды, и парфянские шахи, Аршакиды в течение 3 веков оставались для своих подданных чужаками. Антипатия к македонинам затем распространилась на римлян. Поэтому до пассионарного взрыва I-II веков население Сирии и Египта было этнической химерой. Можно было бы привести еще несколько столь же ярких примеров, но некогда. Нам надо вернуться на Нижнюю Волгу. Расправа. Обращать в иудаизм население Хазарии никто и не собирался. Иудейские мудрецы хранили заветы Иегова для избранного народа, которому теперь достались все накопленные блага, связанные с руководящими должностями. Переворот, жертвой которого стала родовая аристократия всех этносов, входивших в хазарский каганат и уживавшихся с тюркской династией, вызвал гражданскую войну, где на стороне повстанцев выступили мадьяры, а на стороне иудеев — нанятые за деньги печенеги. Сведения об этой войне между народом и правительством содержатся у Константина Багринародного. Когда у них произошло отделение от их власти и возгорелась междоусобная война, первая власть одержала верх, и одни из них, восставших, были перебиты, другие убежали и поселились с турками, здесь венграми. В нынешней печенежской земле, в низовьях Днепра, заключили взаимную дружбу и получили название кабаров. Эта война была беспощадной, так как, согласно Вавилонскому Талмуду, не иудей, делающий зло иудею, причиняет его самому Господу и, совершая таким образом оскорбление величества, заслуживает смерти. Из трактата «Санхедрин», без указания листа и колонки. Для раннего Средневековья тотальная война была непривычным новшеством. Полагалось, сломив сопротивление противника, обложить побежденных налогом и повинностями, часто военной службой во вспомогательных частях, но поголовное истребление всех людей, находившихся по ту сторону фронта, было отголоском глубокой древности. Например, при завоевании Ханаана Иисусом Навином запрещалось брать в плен женщин и детей и оставлять им тем самым жизнь. Даже предписывалось убивать домашних животных, принадлежавших противнику. Обадия возродил забытую древность. После этой войны, начало и конец которой не поддаются точной датировке, Хазария изменила свой облик. Из системной целостности она превратилась в противоестественное сочетание аморфной массы подданных с господствующим классом, чуждым народу по крови и религии. Называть сложившуюся ситуацию феодализмом нет оснований, да и может ли этносоциальная химера принадлежать какой-либо формации. А то, что Обадия выступал как представитель хазарского правительства, отнюдь не говорит о том, что его волновала судьба народа и государства. Просто он использовал право на дезинформацию, что, впрочем, предписывалось его религии, по отношению к которой он был честен. Иудеям, видимо, весьма помог принцип легитимизма. Их власть названа первой, а, следовательно, она считалась законной, как в случае с Маздаком. Так или иначе, в 20-х годах IX века новый порядок в Хазарии одержал полную победу с небольшими утратами территорий, подчинявшихся языческим каганам. Крымская Готия, православная страна, отпала от Хазарии и присоединилась к Византии. Сильно пострадали хазарские мусульмане, которым не мог подать помощи багдадский халиф, так как его силы были скованы восстанием Бабека, то есть хурамитов, последних маздакитов. Хазарские иудеи покинули своих былых союзников в беде, но благодаря этому установили дипломатический контакт с багдадским халифатом, чем обеспечили себе сверхвыгодную торговлю на берегах Каспийского моря. Решающее слово в этой беспощадной войне должно было сказать собственно хазарское население долин Терека, Дона и Волжской дельты, но оно промолчало. Инертность персистентного этноса обрекла на гибель его беков, тарханов и эльтеберов и на поражение его союзников мадьяр, бежавших за Днепр в страну Ливедию. Там, по соседству с другим каганатом, языческим и могучим, беглецы обрели некоторую безопасность. Зато иудеи построили в 834 году крепость Саркел для защиты от западных врагов, которыми были не только степные мадьяры, но и русский каганат в Киеве.
Гарнизон крепости состоял из печенегов или, может быть, гузов. Пассивность хазар спасла их от жестоких экзекуций, но больно отозвалась на судьбе их детей и внуков. В VIII веке ханы Ашина руководствовались в политике внешней и внутренней интересами своих подданных. Еврейские цари таких целей себе не ставили. Они подавляли внутренних врагов иудаизма, а не хазарии. Ликвидировав церковную организацию хазарских христиан, они запретили ее восстанавливать. В 854 году хазары-мусульмане были вынуждены эмигрировать в Закавказье. Увеличение числа подданных, плательщиков дани, было в интересах нового правительства. Поэтому во второй половине IX века западной границей Хазарии стал Днепр. Славянские племена, северяне, вятичи и радимичи, стали хазарскими данниками. Тиверцы и уличи, обитавшие в низовьях Буга и Днестра до устьев Дуная, видимо, были союзниками хазарского царя в непрекращавшейся войне с мадьярами. Это видно из того, что по летописи Олег без боя подчинил себе северян и радимичей в 884-885 годах, а с уличами и тиверцами воевал. А коль скоро так, то естественными союзниками уличей были хазары, как враги киевского князя. Но поляне, вопреки прямому показанию летописца, в IX веке дани хазарскому царю не платили. В Киеве сидели русские каганы Дир и Аскольд, прямые потомки Кия, а вовсе не сбежавшие от Рюрика конунги. В этом случае, как и в большинстве других случаев, данные исторического анализа предпочтительнее сведений из аутентичного источника. Химера на Волге. Если Хазарию VIII века можно было назвать этнической химерой, то в IX-X веках она превратилась в химеру социально-политическую. Христиане не принимали участия в гражданской войне, избегали расправы и продолжали пользоваться покровительством заморских единоверцев. Но язычникам-аборигенам не на кого было надеяться. Они, правда, умели ходить в походы под чужими знаменами, но новым правителям их помощь была не нужна. Боевую силу хазарские иудеи нанимали. Сначала они использовали печенегов против мадьяр, но во второй половине IX века поссорились с ними и заключили союз с гузами. Около 889 года гузы потеснили печенегов, и те передвинулись на берега Днепра, где продолжили войну с мадьярами, не забывая хазар. В 915 году печенеги впервые появились на границе Руси, но об этом речь впереди. Гузы тоже недолго оставались в дружбе с хазарскими иудеями, и тем пришлось искать очередной источник военной силы. Он нашелся на юго-восточном берегу Каспия. Тамошние мусульмане охотно нанимались на службу в Хазарию, оговорив только, что их не пошлют воевать против мусульман. Постоянный корпус наемной гвардии в Итиле в X веке состоял из 7000 воинов. Этого было довольно для удержания в покорности и окраин каганата, и собственного народа, и даже для внешних войн малого масштаба. Завоевательных войн в Закавказье иудейская Хазария в IX веке не вела, но, несмотря на это, описанная здесь система управления стоила дорого, куда дороже, чем тюркская, и за все приходилось платить самим хазарам, превратившимся в собственной стране в покоренных, бесправных, подданных правительства, чуждого им этнически, чуждого по религии и задачам. Можно было бы возразить, что бюджет хазарского каганата неизвестен. Так-то оно так, но известен бюджет багдадского халифата, где в 869 году на годовое жалование и рационы 70 тысяч наемных тюрок и берберов шло 2 миллиона золотых динариев, что равнялось двухлетней сумме хараджа, государственного налога. Таковы были цены на воинов в IX веке, а Хазария была меньше и беднее халифата. Платя воинам большое жалование, хазарское правительство предъявляло им оригинальные требования: войскам запрещалось терпеть поражение. Невыполнение боевого задания, то есть бегство от противника, каралось смертью. Исключение делалось только для предводителя и его заместителя, которые были не наемники, а иудеи. Но зато подлежали конфискации их имущество, жены и дети, которых у них на глазах царь раздаривал своим приближенным. Если же у них не было смягчающих обстоятельств, то их тоже казнили. Очевидно, что воины, особенно рядовые, далеко не всегда могут быть виноваты в неудаче операции. Поэтому лишать их возможности доказать свою невиновность несправедливо. Но если подойти к делу по-иному, то появится жесткая логика. Воины не свои, им платят. И за эти деньги они предоставляют хозяевам свою жизнь,
Следовательно, хозяин может распорядиться за проданной жизнью, как купленной вещью. А поскольку предложение превышало спрос, то практичнее было использовать покупку до предела с максимальной выгодой для себя. Значит, мусульманские наемники рассматривались не как люди, точнее, не как личности, а только как капиталовложение, которое должно было принести прибыль. С точки зрения евразийских кочевников, славян, византийцев, арабов и даже германцев, такое отношение было недопустимо даже к боевым лошадям и охотничьим собакам. Тем не менее, охотники заработать находились, и иногда хазарская армия увеличивалась до 12 тысяч всадников. Ясно, что средства на оплату воинов правительство Хазарии получало не с рахданитов, ехавших из Китая в Испанию и из Ирана в Великую Пермь. При увеличении пошлин купцы сменили бы маршруты караванов. Следовательно, расходы покрывались данью с Эдома и исмаильтян, то есть хазары оплачивали свое закабаление сами. Именно потому, что транзитная торговля была смыслом жизни для еврейской общины в Хазарии, а в соответствии с этим принципом мусульманские купцы и сопровождавшие географы встречали в Итиле исключительно вежливое обращение, возникло одностороннее суждение, сформулированное в юношеской работе Григорьева. Необыкновенным явлением в средние века был народ хазарский. Окруженный племенами дикими и кочующими, он имел все преимущества стран образованных: устроенное правление, обширную цветущую торговлю и постоянное войско. Когда безначалие, фанатизм и глубокое невежество оспаривали друг у друга владычество над Западной Европой, держава хазарская славилась правосудием и веротерпимостью, и гонимые за веру стекались в нее отовсюду. Как яркий пример блистала она на мрачном горизонте Европы и погасла, не оставив никаких следов своего существования. В самом деле, город Итиль поражал путешественников своими размерами. Расположенный на обоих берегах Хахтубы, Итиль раскинулся на 8-10 километров вдоль левого берега и на прекрасном зеленом острове в пойме, где помещался дворец царя. Иудейское население города исчислялось в 4000 мужей, а кроме того там были хазары, исповедовавшие иудаизм, очевидно, дети от смешанных браков. Прочие хазары были христианами, мусульманами или исповедовали веру отцов. Синагоги, мечети, церкви, огромные базары, полные дешевой баранины, разнообразной рыбы, прекрасных арбузов, детей обоих полов, продаваемых в рабство, корабли, спускающиеся по Волге, и караваны, подходящие к городу с востока и запада. Все это производило сильное впечатление на очевидцев, а их описания умиляли историков XIX века. И тем не менее, Истахри и Ибн Хаукаль сообщают: хазары не производят ничего и не вывозят ничего, кроме рыбьего клея. Но для народа такая торговля приносила мало дохода из-за поразительной дешевизны рыбы. Тяжелый труд хазарских рыбаков оплачивался минимально. Веротерпимость хазарского каганата была вынужденной, ибо обеспечивала доходы от транзитной торговли. Но как только кто-либо задевал интересы зарубежных иудейских общин, хазарский царь, не Каган, отвечал репрессиями. В 922-923 годах мусульмане разрушили синагогу в городе Дар-аль-Бабунадж. За это хазарский царь разрушил минарет в Итиле и казнил ни в чем не повинных муэдзинов, заявив: «Если бы я не боялся, что в странах ислама не останется ни одной неразрушенной синагоги, я обязательно разрушил бы и мечеть». Но мусульманские купцы покупали у него рабов, печенежских и славянских юношей, платили ему пошлины, переплачивали за продукты на базаре и служили посредниками при найме свирепых и хорошо обученных всадников и стрелков. Мир с ними был доходнее войны, даже победоносной. Среди восторженных отзывов современников о хазарских порядках есть и охлаждающий пыл восторга. Хазары в апреле выезжали на свои поля и бахчи, а осенью привозили урожай в Итиль для уплаты налогов на содержание Кагана, а следовательно и его приближенных. Для них же ловили в Волге красную рыбу, вкуснее мяса жирного ягненка и мяса курицы. Перед начальниками хазары были обязаны падать ниц, а самое печальное, что дети хазар-идолопоклонников продавались на невольничьих базарах в странах ислама, причем ни иудеи, ни христиане не продавали в рабство своих единоверцев. Видимо, местное население Хазарии, лишенное даже той организации, которую дает конфессиональная община, было полностью беззащитно перед грозными сборщиками налогов, чужими по крови и религии. Вот откуда добывались средства
для оплаты хорезмийских и гурганских воинов, державших в подчинении тех, кто их кормил. А жили они в гостеприимном Итиле вместе с женами и детьми. Кроме мусульманской гвардии, номинально охранявшей Кагана, царь Иудеи имел 4000 мужей в своей свите. У тех были тоже жены и дети, которые рыбу не ловили и на полях, раскаленных летним солнцем, не работали. Захадер считает, что эксплуатируемое хазарское население находилось в значительно более тяжелом положении, чем крестьянство на мусульманском Востоке. К тому же мусульманские крестьяне частыми возмущениями умеряли произвол чиновников, а в Хазарии не было ни одного мятежа. И отнюдь не потому, что хазары были так счастливы. Хазар нельзя винить, так как их положение было не только тяжелым, но и безнадежным. Любое восстание их против правительства, располагавшего регулярной армией, было обречено. В протоках и зарослях дельты легко было прятаться от чужих, но не от своих, знающих расположение деревень и рыбных угодий. Потенциальные вожди хазар либо погибли в войне с Сабадией, либо бежали к венграм. Как памятник безжалостной расправы правительства с собственными подданными стоят развалины хазарского замка на правом берегу Дона у станицы Цемлянской. Этот замок, по мнению первооткрывателя, был уничтожен за то, что его владелец принял участие в борьбе против иудаизации Хазарии. Репрессии итильского правительства против мятежников были в первой половине IX века столь радикальны, что соотношение сил пришлого правительства и побежденного народа стало очевидным для тех и других. Эта ситуация укрылась от поверхностных взоров арабских путешественников тем более легко, что дети от смешанных еврейско-хазарских браков и даже сами евреи в X веке стали называть себя хазарами. Потому-то арабские географы различали черных и белых хазар, как два разных этноса, живущих совместно в одном государстве. Поэтому-то и нужно ввести два термина – иудео-хазары и тюрко-хазары. Забегая вперед, скажем, что в XI веке потомки тюрко-хазар, аборигенов, отказались от своего этнического имени и стали называть себя сначала по-славянски бродниками, а потом по-тюркски казаками. Тогда этноним хазар сохранился за потомками евреев, но лишь до конца XI века, когда этнос исчез с исторической сцены. Обычно памятники переживают людей. Однако от хазар-язычников остались лишь бедные погребения в дельте Волги, а от хазар-христиан и мусульман не осталось ничего. Это странно. А где же искусство? В самом деле, почему ничего не осталось от хазар, тогда как хунские курганы полны шедевров, тюркские и половецкие каменные бабы обнаружены в огромном числе, уйгурские фрески украшают галереи Эрмитажа и Берлинского музея, и даже от древних угров сохранились барельефы с изображениями воинов и пленников. Хазарские сосуды лишены орнамента. Обнаруженные крепости хазарского времени построены небрежно, а изображений людей вообще нет. Закономерно это? Или просто археологические поиски были неудачны? Нет, археологи работали добросовестно. Но предметов изобразительного искусства и стойких материалов в Хазарии IX-X веков не было, да и быть не могло, хотя хазары по способностям отнюдь не уступали своим степным и горным соседям. Ведь производить памятники культуры можно лишь тогда, когда есть заказчик, способный оплатить работу художника. В Хазарии могло платить правительство, а оно состояло из людей, принципиально отрицавших изобразительное искусство. Древние евреи, современники Моисея, ценили изобразительное искусство не менее своих соседей. Они отливали золотого тельца, Аписа или медного змея, как образ божества, которому они хотели молиться. Моисей их жестоко карал за это, ибо на горе Синай ему было сказано «Не делай богов литых». Исход. Его последователи поступали так же и, наконец, отучили иудеев изображать что-либо. Искусство у них сохранилось, ибо скинию, а потом храм надо было украшать, но оно стало беспредметным, перейдя к символам и геометрическим орнаментам. Короче говоря, древнее еврейское искусство стало прообразом абстракционизма. Абстрактное искусство даже у самих евреев прививалось туго. Они нет-нет да изображали Ваалов и Астарт и норовили поклоняться понятным и красивым образом божества. Но к началу новой эры вкус их установился. Любые картины и статуи их шокировали. Поэтому они своих художников не имели,
а если те появлялись, то занимались только каллиграфией. Хазары по простоте душевной абстрактного искусства не понимали, и интересоваться сложными проблемами абстракционизма в описанном выше положении у них не было ни возможности, ни желания. Собственное же искусство не могло найти покупателя, потому что хазары были бедны, а для украшательства требуется некоторое изобилие. Могильных памятников они не ставили, они просто клали покойников на вершины беровских бугров, где тех присыпала степная пыль. Культ они совершали в священных рощах, а не в храмах. А те хазары, которые приняли христианство или ислам, были вынуждены молиться в таких же халупах, в каких они жили. Правда, в Итиле была каменная мечеть, но она предназначалась для иностранцев. Когда же византийский инженер Петрона Каматир, строя в 834 году крепость Саркел, хотел возвести там каменную церковь для донских хазар, то это не было ему дозволено. Привезенные им каменные колонны и капители были брошены в степи, где их нашел Артамонов в 1935 году. Но ведь тогда должны были строиться синагоги, хотя бы в крупных поселениях. Да, конечно. Почему они не сохранились, читатель поймет, когда перевернет еще несколько страниц. Итак, примененная нами методика широкого территориального охвата оправдала себя. Пока исследовали только сам предмет хазарию, можно было строить любые гипотезы, чтобы объяснить отсутствие памятников, но когда в синхроничном обозрении обозначились границы белого пятна, то резонно отпали предположения о дикости хазар и об их процветании, хотя последний вывод сделал на основании многих восточных источников блестящий востоковед Григорьев. Григорьев работал на уровне своего времени. Он изучал источники, то есть словеса, а не деяния, имеющие свою внутреннюю логику становления. Поэтому ему даже в голову не пришло, что у самих хазар могут быть суждения более обстоятельные, нежели те, которые могли сообщить арабы и персы при крайне поверхностном наблюдении Хазарии. Правда, хазарские мнения не сохранились в письменных источниках, потому что хазары не умели писать. Однако своим поведением они ясно показали свое отношение к пресловутому двоевластию. Но для того, чтобы это понять, надо исследовать не источники, а историю событий. В государстве, именовавшемся хазарским каганатом, в IX-X веках хазары составляли наиболее угнетенное меньшинство. Сравнительно с хазарами аланы, буртасы, савиры и гузы были почти свободными племенами. Хорезмийские наемники привилегированной прослойкой, а члены иудейской общины — господствующим классом, хотя среди последних было немало бедняков. И самое главное, для мусульман своими были арабы, для христиан — греки, для иудеев — евреи всех больших городов, от Кантона до Гренады и от Багдада до Леона и Майнца, а у хазар — никого. За них никто не считал нужным заступаться, и они чувствовали себя относительно спокойно только на буграх и в тростниковых зарослях дельты. Итиль был действительно роскошным городом. Хотя его дворцы были сделаны из дерева, войлока и глины, но наполнены шелком и соболями, вином, бараниной и осетриной, красивыми танцовщицами и услужливыми отроками. Но это все было не для хазар, а для торгующих рахданитов, отдыхавших на Волге после долгого пути по пустыне из Китая или через горы из Прованса. А то, что бессильный и безвластный Каган был дальним родственником хана Фашина, некогда женившихся на еврейских красавицах, это не имело никакого значения, ибо государством правил Пех, или точнее Малик. Он и его советники были родовитыми иудеями, хозяевами многоэтажного государства и сочленами самых выгодных торговых предприятий. Но он представлял не столько Хазарию, сколько свой рассеянный по миру и баснословно разбогатевший суперэтнос. Двоевластие в Хазарии было грандиозным обманом народа, которому раз в год показывали законного хана, уже ставшего иудеем, для того, чтобы остальное время глава иудейской общины выжимал из хазар и окрестных народов средства на наемников, которые должны были этих хазар подавлять. И хазары платили, а выхода не было. Хазарская трагедия описана нами, но не объяснена. Неясными остаются причины того, что немногочисленная еврейская община, лишенная искренних друзей, ненавидимая соседями, не поддержанная подданными, 150 лет господствовала в международной торговле и возглавляла добрую половину разрозненных иудейских общин. Без искренних попутчиков и союзников такое дело неосуществимо. Значит, у иудейской Хазарии такие союзники были,
Друзья обновленной Хазарии. Правительство Абадии и Ханукки вместе с престолом получило в наследство опасную традицию международных отношений и влияний. Тюркские ханы династии Ашина и их караимский союзник Булан в сложных экономических проблемах не разбирались. Они просто защищали свой народ от мусульман, наступавших с юга, и печенегов, нападавших с востока из-за Уралья. Естественным союзником Хазарии в VIII веке была Византия, также воевавшая с арабами и бежавшими от хазар болгарами Аспаруха. Поэтому распространение православия среди алан и хазар не встречало сопротивления. В середине VIII века существовала хазарско-хорезмийская доросская митрополия, которой были подчинены 7 епископских кафедр. Культурные контакты были следствием политического союза. С Дальним Востоком и Крайним Западом тюрко-хазары отношений не поддерживали. На границах Китая до 745 года шли упорные кровопролитные войны между тюркским каганатом и империей Тан. Затем восстание Ань-Лушаня в 756-763 годах обескровило Китай, а вслед за тем в войну вступили Тибет и Уйгурия. Ничего привлекательного на Дальнем Востоке в это время не было. Не лучше было и на Западе, где разлагались заживо франкская держава мировингов и лангобардское королевство, а в Британии англы и саксы резали кельтов. Но там положение изменилось к 800 году, ибо Карл Великий, покорив саксов и лангобардов, возложил на себя императорскую корону. Последние годы его правления совпали с переворотом Аббадии, и тогда две возникшие империи вступили в дружественный контакт, выразившийся в том, что Карл особым указом позволил иудеям жить по их обычаям. И в дальнейшем иудеи поддерживали союз с каролингами вплоть до их падения в X веке. Наибольшую активность проявили в это время южные этносы. Рост пассионарности потомков арабских завоевателей взорвал аббасидский халифат изнутри, но осколки его оказались более страшными для соседей, чем громоздкая централизованная социально-политическая система. Для берберов и туарегов Африки, тюрков Средней Азии, горцев Памира и Гиндукуша ислам перестал быть символом угнетения и ограбления, потому что появилась возможность использовать разнообразные шиитские течения как знамена для борьбы против суннитского Багдада. Отложившиеся от халифата африканцы захватили Сицилию и вторглись в Италию, где потеснили лангобардов и разбили войско франков Людовика II. А в 840 году африканский флот вошел в устье Тибра и чуть было не овладел Римом. В том же году мусульманины и персы, саманиды, завоевали Исфиджаб, современный Сайрам около Чимкента, а багдадские халифы тратили силы и средства на подавление восстаний своих подданных, единоверцев и соплеменников и на бесконечную войну с Византией. Как из тектонических разломов земной коры через трещины вытекает подземная магма, так на рубеже двух суперэтносов и двух великих культур возникли движения, которые казались забытыми и похороненными: хуррамитов в Азербайджане и павликиан в Малой Азии. Между теми и другими не было ни организованной связи, ни общей политической направленности. Одни были просто стойкими маздакитами, другие пытались воскресить некоторые принципы маркионитов, гностиков. Но те и другие, по принципам идеологии и конечным целям, восходили к древнему учению манихеев, делению мира на черное и белое и стремлению путем кровавых экзекуций добиться победы светлого начала, которым они считали себя. Как следовало бы реагировать на это хазарскому правительству? Хуррамиты были потомками маздакитов, союзников хазарских евреев в 494-529 годах, а арабы — гонителями иудеев в 690 году. Греки принуждали евреев к отречению от веры еще в 723 году. Казалось бы, наступило время расплаты. Но правительство Абадии и Хануки предпочло торговлю с Багдадом и помощь византийских инженеров при постройке Саркела верности историческим традициям и былой дружбе, от которой никогда не отказались бы тюрко-хазары. Теперь же система ценностей изменилась. Выгода встала на место верности и доблести. А самой выгодной ситуацией для евреев была война греков против их врагов болгар и арабов. Феофилу удалось вернуть город Самосату в 837 году, но халиф Мутасим разбил византийскую армию у Дозимона, в 838 году взял крупнейший после Константинополя город империи Аморий в центре Анатолии. Война протекала с невероятным ожесточением,
Причем хурамиты были союзниками греков, а павликиане помогали арабам. Болгары хана Персиана ударили по тылам Византии, ворвавшись в Македонию, а хазары, некогда враги болгар и друзья греков, бездействовали. Ханы Ашина никогда не покинули бы своих друзей в беде. Перейдем к Византии. Там в 843 году кончился пассионарный надлом, приведший к трагедии иконоборчества. Она дорого стоила Византии. Болгарский хан Крум в 813 году дошел до стен Константинополя. Испанские арабо-берберские пираты в 826 году захватили Крит и сделали из этого острова базу набегов на острова и побережье Эгейского моря. В 827 году берберы Атласа вторглись в Сицилию, а потом перенесли свои завоевания на Южную Италию. Болгары опустошили Македонию, а в Константинополе император занимался уничтожением икон и преследованием монахов. Но все кончается, и к 843 году страсти стали угасать. Снижение пассионарного напряжения пошло Византии на пользу. Установление мира светской власти с церковью, достигнутое на Константинопольском соборе 843 года, дало возможность направить огромные силы системы по определенному руслу. В 860 году святой Кирилл обратил в православие группу хазар. В 864 году он и его брат Мефодий приобщили к православию Моравию. В 864-865 годах крестился болгарский царь Борис, и, наконец, длительная и жестокая война с павликианами в 872 году закончилась победой византийцев. Но за все надо платить, даже за спасение собственной страны, и плата была очень велика. До середины IX века Византия была общепризнанным центром христианской культуры. Это признание не означало политического господства над другими христианскими государствами Запада и Востока, но давало уверенность в том, что они свои и в случае опасности обязаны помогать против иноверцев-мусульман. Пусть эти обязанности не всегда выполнялись, но все же они имели значение, особенно для тех областей Южной Италии, куда вторглись африканские мусульмане, воинственные берберы, занимавшиеся работорговлей и грабежом. Даже в жестокие годы иконоборчества римские папы участвовали в церковных делах Византии, по мере сил поддерживая защитников икон. Фактически независимость от Константинополя, подаренная римскому престолу каролингами, не мешала существованию суперэтнического единства. Греки были дома в Риме и Париже, а франки — в Фессалониках и Эфесе. Теология там и тут была одна — полупелагианство, то есть православие. Но в 858 году константинопольским патриархом стал Фотий, которого не признал папа Николай I. За спором последовало отлучение Фотия в 863 году, непризнанный на Востоке. В 867 году Константинопольский собор предал папу анафеме, объявив его вмешательство в дела Восточной Церкви незаконными. Так возник раскол церквей. Не нужно полагать, что неуступчивость Фотия и Николая или спор о Филиоке или притязание пап на юрисдикцию в Иллирии и Сицилии были причиной раскола. Все эти мелочи были быстро улажены. Узурпатор Василий I, македонянин, низложил Фотия, а строптивый папа Николай I умер в том же 867 году. Богословский спор был отложен и на время забыт. Сицилию захватили берберы, Иллирию — венгры. Официальное примирение Византийской церкви с папским престолом около 900 года уже ничего не изменило. Церковный раскол был важен не только сам по себе. Он превратился в символ отделения Запада, где в IX веке произошел взрыв этногенеза, от ортодоксального Востока. Франки и латины стали чужими для греков. Они пошли по новому, оригинальному пути развития. Этносы, возникшие в это столетие на берегах Северного моря и Бискайского залива, открыли небывалые формы общежития и восприятия природы и истории, и предпочли их прежним не за то, что они были лучше, а потому что они были свои. Инерция общей христианской культуры еще долго обольщала души современников, упорно не хотевших замечать грустную действительность. Итак, Византия превратилась из империи с претензиями на ведущую роль в наследии Рима в небольшое малоазийское царство, где императором сделался армянин, привлекший на службу своих земляков. А поскольку армяне привыкли героически отстаивать свободу и веру против мусульман, то друзья последних, иудеи, стали недругами Византии. Теперь можно обобщить наблюдение
Иудео-Хазария была в дружбе со всеми имперскими режимами, поздней Тан, каролингами и их преемниками в Германии, саксонскими оттонами, аббасидами, и во вражде со всеми средневековыми народностями, армянами, грузинами, шиитами халифата, поскольку они представляли интересы завоеванных племен, печенегами, турфанскими уйгурами и славянами, то есть киевским каганатом. И это не случайно. Здесь имеет место социальная близость деспотических режимов, противопоставленных ходом истории природным процессам образования этнического многообразия. Борьба этих двух принципов была ведущим антагонистическим противоречием эпохи VIII-X веков. И тут иудео-хазарам опять повезло. В игру вступил новый партнер — варяги, навербованные из скандинавских викингов. 4 каганата. В начале IX века на берегах Северного моря появились страшные разбойники из Скандинавии — викинги. Внутри Западной Европы начали выделяться новые народы, а в Астурии произошла первая неудачная попытка реконкисты, обратного завоевания Пиренейского полуострова. Если соединить эти области с синхронным появлением возникшей активности воображаемой линией, или лучше полосой, то мы получим ось нового пассионарного толчка, полностью проявившегося в течение IX века. В этот век состояние Восточной Европы характеризовалось Людовиком Немецким в письме к Василию Македонянину как сосуществование 4 каганатов — аварского, нормандского, то есть русского, хазарского и болгарского на Дунае, ибо камского великого булгара Людовик не знал. Эти каганаты, как и 3 империи, включая халифат, были наследием минувших пассионарных толчков. Им предстояло выдержать удар от новой вспышки этногенеза. Поэтому, прежде чем перейти к рассказу о главной трагедии начавшейся эпохи, рассмотрим физиономии ее действующих лиц и взвесим их возможности и стремления. Значение аварского каганата, ограбленного франками и стесненного славянами, было минимально. Но все-таки это был барьер, сдерживавший агрессию немецких феодалов на рубеже Среднего Дуная. Неизмеримо лучше было положение болгарского каганата, потому что первые болгарские ханы Аспарух и Крум не обострили отношения со своими славянскими подданными, а наоборот, объединились с ними против греков. Постепенно болгары вовлеклись в европейскую политику, то поддерживая моравских славян против немцев, то посылая вспомогательные войска Людовику Немецкому против феодалов, 863, болгарскому князю Борису мешала лишь его языческая религия, и он сменил ее на православную, 864. Это сделало Болгарию противником папства и немецкого королевства, но и союз с Византийской империей был скоро нарушен. В 894 году наследник Бориса Симеон начал войну с греками, которая измотала обе стороны без ощутимых результатов для Болгарии. Большие неприятности причинили болгарам мадьяры, отступившие от хазар и нанятых теми печенегов в низовье Днепра в 822-826 годах. Однако печенеги оказались неудобными для хазар союзниками, и около 890 года хазарское правительство заключило мир с мадьярами и греками против печенегов и болгар. Последние одержали победу над хазарами, но потерпели большой урон от мадьяр, переправившихся в 893 году через Дунай и захвативших множество пленных. Симеон, царь болгарский, ответил на это таким ударом, что мадьяры покинули свою страну и ушли за Карпаты, в верховье Тисы, где вобрали в свою орду остаток аваров. Низовья Днепра достались печенегам, а низовья Днестра — славянским племенам тиверцам и уличам. При создавшейся расстановке политических сил выиграли хазары. Они помирились с мадьярами, направив их воинственную энергию против народов Западной Европы, где последние каролинги меньше всего беспокоились о безопасности своих крестьян и феодалов, как правило, недовольных имперским режимом. Хазарское правительство сумело сделать своими союзниками тиверцев и уличей, обеспечив тем самым важный для еврейских купцов торговый путь из Итиля в Тулузу. Наконец, в 913 году хазары при помощи гузов разгромили тех печенегов, которые жили на Яике и Эмбе, и контролировали отрезок караванного пути из Итиля в Китай. Последней нерешенной задачей для хазарского правительства оставался русский каганат с центром в Киеве. Война с русами была неизбежна, а полная победа сулила неисчислимые выгоды для итильского сеттельмента,
но, разумеется, не для порабощенных хазар. О происхождении и древнейшей истории этого четвертого русского каганата известно значительно меньше. Литература вопроса необъятна, но, к счастью, недавно была сделана критическая сводка фактов, наблюдений, текстов и мнений, покрывающая историю вопроса, отражающая современную научную точку зрения и исключая фантастическую концепцию норманизма Руси. Выводы этого исследования, в котором использованы 623 работы, сводятся к следующему. В начале нашей эры на берегах Среднего Днепра, в лесной и лесостепной зонах жили венеды, предки славян. К IV веку они разделились на склавинов и антов. Анты — греческое название союза племен на правобережье Днепра, но сами себя эти племена называли поляне, а потом их стали называть Русь. В IX веке власть в русском городе Киеве захватил пришелец, варяжский конунг Хельги, Олег, не имевший отношения к местным русам. Варяги — не этническое, а профессиональное название. Так в IX-X веках назывались банды пиратов разного этнического состава. Русы же, хотя и не славяне, но давние обитатели правобережья Днепра, распространившиеся в VI-VIII веках на левобережье, где ими были построены Чернигов и Переяславль, эта территория в удельный период называлась Русь или Русская земля, в узком смысле, в отличие от русского государства в широком смысле, включавшего Новгород, Суздаль, Рязань, Полоцк, Смоленск, Галичину, Волынь, Тьму-Таракань, низовья Днестра и Буга и некоторые неславянские земли с балтским и финским населением. Это обобщение антинорманистских концепций представляется наибольшим приближением к исторической действительности и принято нами за основу дальнейшего анализа. Возражения вызывают лишь некоторые частности, из коих следует отметить две. Первое. Сопоставление росомонов IV века, описанных Иорданом, с роксоланами, дань традиционному автохтонтизму. Этноним «рос» и префикс «рокс» не идентичны. «Рокс» — греческая передача персидского слова «равш», «рауш», «блеск». Жена Александра, Роксана, носила персидское имя Раушанак, блестящее. Никакого касательства к аланам росомоны, предки русов, не имели, равно как и к норманнам, викингам. И вот почему. Знаменитое место летописи «Ситце бося зваху, тии варязи Русь, як усе друзии зовутся свия», шведы, друзии же урмане, норманы, то есть норвежцы, англяне, ютландцы, друзии гёте, готы, тако и си. Прекрасно прокомментировано Лихачевым, но в подтверждение его вывода можно добавить, что под готами летописец XII века не мог подразумевать остров Готланд, населенный в его время шведами и покинутый готами в середине II века, то есть за 1000 лет до того, как он писал этот текст. Готы здесь — это крымские или причерноморские готы, тетракситы, хорошо известные русскому читателю XII-XIII веков, упомянутые в слове о полку Игореве. А раз так, то причисление Руси к данной этнической группе имеет лишь палеоэтнографический смысл. Росомоны, как и готы, осколки великого переселения народов, застрявшие в Восточной Европе, а наименование их варягами показывает профессию Рюрика, который происходил из племени русов приднепровских, уже отчасти смешавшихся со славянами, но еще хранивших в IX веке некоторые черты древней северной культуры. Около 800-809 годов произошло второе переселение славян с берегов Эльбы на восток. Шахматов предположил, что славяне бежали от франков Карла Великого. Эту версию трудно принять. Успехи Карла и его баронов крайне преувеличены хронистами и последующими историками. Франкам не удалось закрепиться ни на Эбро, ни на Тисе, ни на правом берегу Эльбы. Поэтому для переселения славян в страну с совсем иным климатом, туда, где господствует зимний мороз и летний зной, изотерма января ниже нуля, надо поискать иные мотивы. Пассионарный толчок, проявившийся в Скандинавии в начале IX века, а в Западной Европе около 841 года, имел инкубационный период. В ареале этого толчка была северная часть Германии и, значит, берега Эльбы. Если это так, то перед нами обычная пассионарная миграция, из-за которой вятичи и радимичи сменили место обитания. Обе ветви восточных славян в VIII веке были на подъеме пассионарного напряжения. Скудость источников заставляет прибегать к хронологической интерполяции, но этот метод дает результаты. Потомки антов,
IV века, победивших совместно с рассамонами и гуннами готов, к началу IX века имеют свой каганат, то есть суверенное государство с центром в Киеве, и царя по имени Дир. Если мы учтем, что подъем этой ветви славян сопоставим с пассионарным толчком, вызвавшим великое переселение народов, и созданием из конфессиональных общин Малой Азии Византии, то на VIII век падает акматическая фаза, а на IX век — надлом, как оно и произошло. Высокий уровень пассионарности дал славянам преимущество над восточными балтами, ятвяги, голядь, и финно-уграми, мере, муромы, весь, и повлек слияние славянских племен в единый древнерусский этнос, осуществившееся в конце X века. Но славяне и хазары в VIII веке еще не сталкивались друг с другом и опасности друг для друга не представляли. Второе. Бесспорно, что взаимоотношения русского и хазарского каганатов не были идилличными, но гибель ряда полянских поселений в VIII веке не была делом рук хазар. В VIII веке хазары увязали в войне с арабами, а на рубеже Дона они закрепились только в 834 году, и тогда действительно война началась. Если датировки гибели Настырского поселения и других покинутых населением укреплений правильно, то противниками славян и русов могли быть только авары, контролировавшие земли кутургуров, западной ветви болгар от Карпат до Дона. В 631 году авары подавили восстание кутургуров, остатки коих объединились с утургурами в 633 году. Когда же последние в 656 году потерпели поражение от хазар, то болгары разбежались, кто на Каму, кто на Дунай, кто в Италию, а бывшие земли кутургуров были заселены тиверцами и уличами. Все эти события никак не уменьшили мощи аваров, которые примучивали дулебов, то есть господствовали в степях восточнее Карпат. Упадок аварского каганата наступил в 800-809 годах, после того, как они проиграли войну с франками, а после этого рокового десятилетия началась хазарская агрессия на запад. Такова связь времен или логика событий. Андский или Полянский племенной союз, включивший в себя рассамонов, возник как восточнославянский этнос вследствие пассионарного толчка II века одновременно с Византией и вместе с ней вступил в акматическую фазу, закончившуюся победой над жестоким врагом аварами, после чего славяне распространились до берегов Черного моря. В отличие от Византии, полянский этнос пережил кризис перехода из фазы в фазу благополучно, так как он получил неожиданное, но весьма полезное подкрепление. Надо учитывать, что русский каганат был изолирован от стран, имевших письменную географию. Хазарский каганат отделял его от мусульманского Востока, болгарский — от Византии, аварский — от Германии. Вот почему сведения о русах IX века были столь неполны и отрывочны. И вот почему немецкие авторы IX века могли спутать забытых рассамонов со шведами, те и другие были скандинавы, хотя предки рассамонов еще в I-II веках покинули свою родину. Еще в X веке современники описывали русов и славян как два разных этноса, выступающих, как правило, совместно. Значит, здесь была ситуация, похожая на ту, которая сложилась у тюрок и хазар, за одним весьма важным различием. Тюркюты принесли пассионарность хазарам, а рассамоны и славяне были при встрече и контакте равно пассионарны, ибо сложились в ареале единого пассионарного толчка. Теперь несколько слов о викингах, о коих есть столько превратных суждений, что надо избежать недоразумений. В IX веке в Скандинавии перенаселения не было, так как свободных фьордов и теперь много, хотя людей стало больше. Формация там была общинно-первобытная, и конунги являлись выборными племенными вождями. До IX века скандинавы еле-еле отстояли свою землю от натиска лопарей, пока не загнали их на крайний север в тундру. Викингами называли тех людей, которые не желали жить в племени и подчиняться его законам. Слово «викинг» носило тогда оскорбительный оттенок, вроде современного «пират», «бандит». Когда юноша покидал семью и уходил в дружину викингов, его оплакивали как погибшего. И действительно, уцелеть в далеких походах и постоянных боях было нелегко. При этом викинги не обладали большей физической храбростью, чем остававшиеся дома. Физическая смелость южных народов часто превышает мужество народов северных, но это не пассионарность, а другой поведенческий признак. Не агрессивность, а способность к адекватной реакции, обычно проявляющейся при самозащите.
Викинги боялись смерти, как все люди, но скрывали этот страх друг от друга, наедаясь перед битвой опьяняющими мухоморами. Современные марабы бросались в атаку трезвыми, но неукротимые в опьянении викинги сминали и арабов, и франков, и кельтов. Особенно ценили они берсерков, подобных медведю, то есть людей, способных перед боем впадать в истерическое состояние и с огромной силой крушить врага. После припадков берсерки впадали в глубокую депрессию до следующего нервного срыва. В нормальных условиях берсерков не терпели. Их заставляли покидать села и удаляться в горные пещеры, куда остерегались ходить. Но в отрядах викингов берсерки находили себе применение. Иными словами, пассионарность делает яростными даже не очень храбрых людей. Значит, викинги были людьми несколько отличного от прочих скандинавов склада. Обладая высокой степенью пассионарности, они были нетерпимы для малопассионарных норвежцев, которые предпочитали сидеть дома и ловить селедку. Поэтому пассионарная часть популяции отпочковывалась от основной массы народа и погибала на чужбине. Зато норвежские, датские и шведские воины-пассионарии разнесли славу своей ярости по всей Европе и вынудили ее обладателей защищаться.